Ассаламу алейкум. Приветствую наших слушателей и зрителей. Еще раз напомню нашим зрителям, сегодня у нас тема 31-я годовщина начала Первой российско-чеченской войны. Так, пока у нас подходят участники, для разогрева темы, может, что-то начнете, Сайран? Слава, меня слышно? Да, слышно. Да. Ну, для разогрева темы уже 30 лет как греется, куда еще греть ее? Перегрета уже тема, да? Да, все детство, вся юность и остальное время уже в этой теме. Ну, интересно, что тут сейчас тактика какова? Они проговаривают некоторые вещи из правды, что не было геноцида русского населения города Грозного, проговаривают некоторые политические моменты. Но это все для того, чтобы смазать и подать всю оставшуюся ложь. То же самое было, мы помним, было и есть в Украине сперва. Они вообще отрицали, что Крым – это украинская территория. Потом с началом масштабной войны 22 года все хорошие русские, в кавычках, бросились признавать Крым украинским. Но опять-таки получилось не все. Сперва Ходорковский плакал там крокодилями слезами, что творит Путин в Украине, как будто сам Путин пошел там творить все это. А через 3-4 года оказывается, что он не готов даже безоговорочно отдать Крым тем, кому он принадлежит, то есть украинцам, украинскому государству. Вот таковы метаморфозы хороших русских. То же самое, про нас начали хоть что-то такое близкое к правде говорить через 31 год. Наконец-то хоть один автор, из российской оппозиции признал, что не было геноцида русского населения города Грозного со стороны чеченцев, что русские, так же как и чеченцы, были разбомблены самой российской авиацией. И город, в принципе, был покинут его жителями. Чеченцы вернулись, русские такой возможности не имели. Вот и весь геноцид, так называемый, русских в Грозном. Нельзя сказать, что не было криминальных проявлений. Ну, как можно вложить в основу слово «геноцид» этнического меньшинства, хотя в Грозном это русские были большинство, вложить в основу какие-то криминальные проявления. Они были, есть везде, тем более во всех крупных городах, миллионниках, полумиллионниках, везде есть криминал. В российских городах, в городах бывших советских республик. И во всем мире, в принципе, в Европе тоже они есть. Но никакого геноцида не было. И то хорошо, как бы. Ну, Жамбулат, геноцид русского народа продолжается, по-моему, еще лет 200. Да. Просто они хотят на нас это все списать. До сих пор продолжается геноцид русского народа. Только это не надо к нам на чеченцев вешать. Ну да, сами русские правительства, если так рассмотреть, чинят геноцид, но геноцид это вообще подразумевает насильственное действие, а в случае с русским народом нет никакого насильственного действия. Русские сами идут в качестве пушечного мяса на убой, который учиняет российские власти из века в век. Вот в чем разница. Как это назвать, геноцидом или самобичеванием на алтарь русского самодержавия, или чем это еще назвать, это уже вопрос. Но если они вспоминают хорошими словами ставить памятники Сталину, то не знаю, что они могут еще худшее сделать. Так он же убивал и уничтожал их, ссылал, расстреливал. Так, Сайран, Кавказ, у нас уже 40 участников, я думаю, достаточно для нашей страны. Начнем тогда по теме, а потом может еще подтянуться. И Кавказ, позвоните Данильбеку, чтобы его пока нет, потому что он также свидетель и очевидец тех событий, даже в большей степени, чем я, потому что я до начала Первой войны больше был студентом
и патриотом, болеющим за независимую Чеченскую Республику, нежели активным участником событий. Активным я стал только с началом Первой войны. И такие наши братья, как Данильбек, если был бы сегодня там, Махмуд, Абу-Бакар, другие, они тоже были бы полезны. Салам алейкум варахматуллахи вабаракатуху. Алейкум салам. Данильбек, раз ты уже у нас в эфире, может, ты начнешь тему, а ты все-таки и по возрасту старший, и, наверное, смотри, у нас тема сегодня как бы в рамках начала войны, то есть это не вся война, это не штурм Грозного, мне кажется, мы можем подробно поговорить, более расширенно о войне поговорить к дате 31 декабря на Новогрозный, то есть на новогодний штурм Грозного, города Грозного. А сейчас я, ну, по крайней мере, я так планировал, что сегодня мы поговорим о начале войны, это пересечение границы российскими войсками чеченской границы 11 декабря, первую неделю, может быть, до взятия, до атаки на Грозное, и причины, то есть предпосылки, да, как это все начиналось. Мы помним штурм псевдооппозиционных чеченских сил, по сути, это были тоже российские танкисты, российские офицеры. Вот почему все это произошло, можно ли было это избежать, и чем обернулось вот начало этой войны вообще для чеченцев, для России, для мира. Я для себя вот так планировал, Данильбек. Ну, ты можешь как бы вот рассказать. Давайте так и начнем. Наверное, так будет логичнее. Даже начать с 26 ноября. Меня нормально слышно, да? Да, все нормально слышно. Давай тогда, Данильбек, начни действительно. Я считаю, начало войны именно 26 ноября, а не 11 декабря. Ну, уже стало привычным отчитывать от 11 декабря, от пересечения нашей границы российскими войсками. Вот давай начнем с 26 ноября. Хорошо тогда. Ну, до 26 ноября были еще несколько стычек. Это сначала Гантемировская, так сказать, можно путчем его назвать. До этого был еще, конечно, с захватом телевидения, 93-й год, по-моему, захватом телевидения, оппозиция, митинги, потом расстрелы их в телевидении. Они там расстреляли 2 человек, охрану, беноевцы они были. Потом их оттуда выбили. И следующее было уже Гантемиров Беслан. У него муниципальная милиция была ему создана, фактически боевики против Дудаева. Бывший, так сказать, так называемый соратник Дудаева. Про Акачевеновский в 91-м, я еще рассказывал, мы бывали вместе, находились в одном, так сказать, в одном окопе. И вот он захватил там несколько зданий, мэрию, потом их выбивали оттуда. Шамиль Басаев, Умалт Дашаев и Хамзат Гилаев. Эти подразделения штурмом их выбили, загасили, так сказать. Потом была тоже Гантемировская атака со стороны Урус-Мартана. Были бои возле, на окраинах города. Их опять же вывели, потом наши вооруженные силы вошли в Урус-Мартан, где-то пригород там. Напрямую там участвовал в боевых действиях Аслан Масхадов. И они еще сделали такую подлую засаду, засев на кладбище. Наши бойцы никак не предполагали, что можно из кладбища воевать, с мусульманских кладбищ. Там понесли потери где-то 10-11 бойцов, по-моему, когда они из засады открыли огонь. Группа Умалта Дашаева. После всего этого, потом еще было где-то осенью, я не помню, где-то октябрь, по-моему, наверное, это был уже тоже 94-й год. Из Натеречного была одна группа, которая тоже попыталась
ночью войти в Грозный и что-то там натворить. Они продвигались со стороны Толстой юрта, через Консервы по Жуковскому и где-то, как она называлась, эта улица, ну где-то в Олимпийском микрорайоне, где-то в этом районе. Их встретили отряд бойцы Шамиля Басаева. И когда по голове колонны нанесли удар, они практически начали разбегаться. Ну, когда они убегали, их особо не стали преследовать, хотя, и, наверное, у нас же не было техники, чтобы преследовать. Но их в эту ночь тоже разбили. Там был практически только один отряд Басаева. И после этого, после всех этих, они уже, сгруппировавшись, решили сделать атаку на Грозный. Ну, они сами по себе этого не решали. Там все эти челночные поездки Бугаевых, Умхаевых, Залгаевых, Автурхановых, Хаджиевых, которые все время твердили в Кремле, что дайте нам немного техники, вооружения и помощи, мы за один день, за там полдня свергнем Дудаева, там остается только подъехать к президентскому дворцу, и они из-за пары выстрелов все там разбегутся. Были ли они сами в этом уверены, или они действительно просто для того, чтобы втянуть русских это делали, остается вопросом. Но факт то, что их настойчивые уверения русских, что чеченцы против Дудаева, рейтинг у него самый низкий, что стоит только толкнуть, пнуть, и все развалится, мы придем к власти. Ну, с этой уверенностью они и поперли. 26 ноября они с утра начали наступление. Мы вообще не ожидали этого. Как обычно, я выехал на работу, и по рации, у нас были рации, узнал, что захватили, вернее, не захватили, а идет штурм телевидения на Бароновке. Потом идут бои возле перекрестка на Ставропромысловский район и в сторону Петропавловска, это район Дом печати. Они в Дом печати зашли, там какие-то у них были боевики сидели. И еще с какой стороны они были? Ну, в основном здесь, где-то со стороны запада тоже, видимо, были, но менее значительные. И против них было подразделение Гилаева Хамзата, было подразделение Шамиля Басаева, было подразделение комендантский взвод, он так назывался, это первые 11 бойцов, которые были сформированы при президенте Примасхадове, при главном штабе, вернее, из которого потом составился исламский батальон. Вот в основном те, которые я знаю. И я не знаю, где был Умал Дашаев, но его подразделение тоже участвовало. И бои начали разворачиваться сразу на Бароновке, вокруг этого телевидения центрального и в Дом печати. Слева от Дом печати, как по проспекту Ленина бывшего, где это памятник Три дурака был, там был какой-то тоже узловая, там железнодорожная. В этом дворе тоже они были, и там тоже происходили бои. Где-то левее в сторону Заводского района. У них было очень такое, по тем меркам, сказать, сильная подготовка была. Где-то было больше 20 танков. БТРов, бронетранспортеров, по-моему, не было. Были только танки. В танках были русские экипажи.
Ополчение из этих натеричных оппозиционных составляло где-то около 4000 человек. Управляли ими тоже какие-то дяди-чеченцы. У них были машины, грузовые машины, которые были полностью заполнены боеприпасами, уже заряженные, заполненные полностью рожки, пулеметные ленты, эти подсумки все эти. И в огне у них не было проблем. Но когда наши подразделения дали им отпор и начали их укладывать, они дрогнули конкретно и начали отступать. И по свидетельству некоторых наших участников, они говорят, там один в галифе такой, типа как бывали раньше у нас, под Сталина наряжались. Вот в таком, и, по-моему, в попахе какой-то был, говорит, мужик лет под 50. И командовал ими, говорит, куда вы побежали, эти русских одних оставили, они тут не знают ориентироваться, вы должны быть с ними, вы куда бежите. Вот такие там ситуации были. Ну и танки прорвались в Грозный, в центр по разным направлениям до дома, правительства дома дошли. Ну и когда они оказались в городе, их начали поджигать. На площади Ленина перед этим президентским дворцом, на вокзале, в сторону Бойкова поселка, они как-то с разных сторон зашли. И практически, когда их начали жечь, у них появилась паника. Наши ребята, бойцы, бегали. Их, говорит, он туда поехал, танк, побежали туда, поехали туда. И передавали, куда поехал этот танк. Они уже пытались разбежаться, но их вылавливали и поджигали. Также они были подъехавшие к Дому печати, вернее, к телевидению центральному. Парки их подожгли, на посту подожгли, на Бароновке подожгли. Интересная ситуация была с этим с Бароновской частью. Там был командир, был ответственный за это не командир, но тем не менее он сидел там, Ильяс Арсунукаев. Фактически он так поставил поперек там один БМП какой-то, и с той стороны, со стороны Олимпийского, танк пулял по нему и обстреливал оттуда. Но удержать он там ничего не удержал, по правде говоря. И сами они оттуда не вышли, так сказать, эти арсунукаевские. И с боеприпасами они там зажилили. Сложная такая двоякая ситуация была. Кто победит, наверное, на ту сторону и перейдем. Некоторые были такого настроя. И, когда в основном это удар отразили Дашаев, Басаев и Гилаев, их подразделения, и ополченцы, которые к ним подтянулись уже позже. Но с утра, которые начались бои, они практически были одни. Вот. Были те, которые многие с утра начали движение в сторону города, чтобы помочь, но так они никак не доехали. Те, кто до минутки доехали, потом возвращались обратно в свои села, чтобы собирать ополчение. Мы слышали некоторые выступления, которые сейчас в Европе, что они помнят о 26-м, получается, у них они все рвались в бой, но никак не доехали, и потом они обратно поехали за помощью, пока они туда-сюда ездили. Те, кто были в городе, которые действительно были бойцами, они и уничтожили и разбили всю эту группировку. Это оппозиционеры начали разбегаться, кто куда, потом их вылавливали, ловили. То же самое был Хамбиев Мухаммад, который сегодня весь герой. Где он воевал, что он делал, абсолютно не было нигде не видно, непонятно. Они заперлись там в этом ДГБ. После того, как закончился штурм, и всех разбили, взяли в плен, захватили их танки, то первым появился на телевидении именно Хамбиев и рассказывал все, как они разбивали все эти дела.
Фактически за один день это закончилось, это оппозиционная эпопея. Но я хочу сказать одно. Это было первое испытание, и те, кто ожидали, что вот-вот сейчас дудаевская власть рухнет, это были бывшие номенклатурщики, те, которые сочувствовали оппозиционерам, все это были те, которые при советской власти, при Завгаеве находились на хороших таких рабочих местах, доходных местах, на должностях, которые кормились, и сам народ им был только как кормушкой. Они действительно были против, но они, как сказать, пальцем пошевелить не были никем, ни бойцами, никем, просто они были такими ожидающими, что вот наши придут и подарят нам новое правление. Хочу сказать об одном. У нас был один соратник, его звали Султанбек. Я сейчас фамилию точно не скажу, не помню. Он сначала работал с нами, потом работал в МИДе, где работал этот иорданский, Шамиль Бино. И он в этот день тоже вышел на сопротивление. Я не помню, с каким отрядом он был, но после того, как бой завершился, он возвращался к себе домой, и кто-то его в спину расстрелял. Он был ранен, он лежал, кто-то его доставил в больницу, в республиканскую больницу доставил. Но когда они начали его обследовать, они у него обнаружили удостоверение, что он работник там МИДовский, то да сё. И они отодвинули его, оставили. Они не стали ему оказывать. Это дудаевец, они сказали, и оставили его умирать. Он там и скончался, не оказав ему помощь. Потом мы ходили к ним, спрашивали, кто был в этот день. Врачи, кто хирургом был, кто главврачом был, кто там дежурный был. Но они клялись, божились, ни я, ни мы, никто. И, сказать по правде, мы подозревали кое-кого, которого нам назвали, но доказать ничего не смогли. Так они относились к тем, кто действительно был за нашу независимость. Разные люди были, но в этих, сказать, таких управленческих, этих медицинских, бывших милицейских кругах были такие подлые люди, которые на словах были на должностях, оставались, получали свою зарплату, хотя они кричат, что не было никакой зарплаты. Да, они все свое получали. Но они все равно лелеяли надежду на возвращение советской власти. Что бы там ни было, какой бы русский ни пришел, это было для них советские времена. Первый день вообще-то вот так прошел. 70 лет коммунизма зря не прошел, да? Нет, конечно, 70 лет. Это вырастили 2-3 поколения манкуртов. Вы знаете, эти люди были, они, так сказать, если убрать вот эту руку, которая их держала, сами о себе они ни в интеллектуальном, ни в образовательном, ни в плане мужественности они из себя ничего не представляли. Все они, ну не скажу все, 90%, все, кто были на должностях, на каких-то управленческих, они пролезли по протекции, их родители заплатили, их вытащили за уши за то, что их родители, дедушки были НКВДшниками и стукачами. И вот их детей, как сейчас вытаскивают, например, все, кто там были, сегодня сидящие, тоже и также их вытаскивали. Это та же система. И поэтому они знали, что обычной конкуренции они будут проигрывать, они будут никто. И свои позиции они хотели вернуть именно с русскими, они по-другому и не могли на себя рассчитывать. Данильбек, я от себя добавил бы, что вот ты сказал, что была подготовка хорошая. У меня младший брат, погибший в ходе Второй войны, учился тогда в одном из технических вузов, и с ними были студенты, да, однокашники из Натирочного района.
Тогда еще вот этого разбежевания по идейным, как бы, среди молодежи особо не было. Только вот война дала понять, что это не шутки, что все, кто там говорят, что вот у нас здесь так, антидудайцы, что это все-таки люди, которым нужно быть очень строгими. Это все пришло после Первой войны. А до этого у нас люди могли дружить, там даже быть из одной семьи, там дудайцы и антидудайцы. И вот он рассказывал, мне брат тогда удивлялся, оказывается, по-моему, вот этот Астраханская область, да, и Волгоградская область, в военных частях этих двух областей проходили военную подготовку чеченцы. Ну, это были сторонники Автарханова. Автарханов, или как правильно его фамилия будет? Автурханов. Автурханов, да. Вот его сторонники были, и он гордился тем, что на мосту через Терек у Знаменской стоит БТР, который им подарен кем-то там из России. Ну, брат тогда его поругал, что вам русские БТРы дарят. Не, это как бы все у нас просто старые знакомства по России. Но он сказал, а что, по знакомствам там БТРы дарят? И, в общем, на этой основе у них был конфликт, они разругались. Но это показывает, что даже на таком частном бытовом уровне наружу выходила информация о том, что идет серьезная подготовка против нашей власти. Они вербовали чеченцев, они проходили военную подготовку на официальных военных базах Российской Федерации. И уже затем, вот этого 26 ноября, при поддержке все-таки освоить, может быть, сложную технику этим дебилам не удалось. Там сидели профессиональные экипажи, танкисты российские и чеченцы, коллаборанты выполняли роль пехоты, защиты вот этих танков. Расчет был, насколько мне известно, на то, что вид вот этой грозный вид бронетанковых колонн должен распугать всех сторонников независимости, они разбегутся, они просто зайдут, оппозиция зайдет в правительственное здание, и таким образом осуществят они какой-то переворот. Именно провал этой операции гибридной, на самом деле то, что мы сейчас видели в Украине, гибридная война в Донецке, в Луганске, и только ее провал заставил Россию, Путина начать открытую масштабную войну в 2022 году. То же самое было в Чечне, но происходило это куда более сжатые сроки и скоротечно. То есть у нас якобы оппозиция воевала где-то с конца сентября, в ноябре это дошло до того, то есть оппозиция была бита сторонниками независимой Ичкерии, и в Урус-Мартане, и в Винотеричном районе, и в других районах, где они были. Затем уже было решено сделать как бы реванш, бросок обратно на Грозный, на центр, и взять президентский дворец. Когда все это провалилось, только тогда Россия пошла уже в декабре, 11 декабря, это дата, которую приурочен наш сегодняшний эфир, буквально через, получается, 2 недели после провала вот этой операции по взятию Грозного началась уже открытая масштабная война, когда российские бронетанковые колонны, авиация, сопровождение вертолетов перешли границу Чечни в районе Моздока, а также со стороны Ингушетии и Дагестана. И у меня вопрос... Да, я сейчас уточню один момент. Эти оппозиционные такие группы тренировались, была где-то, по-моему, в Волгоградской области, если я не путаю, поселок или населенный пункт Прудбой назывался. У нас была информация, что там тренируют, учат этих оппозиционеров. И был такой момент, еще до 26-го они на Терском хребте подтянули какие-то силы, наши туда пошли навстречу, и там тоже было сражение. Там тоже день или 2 или 3 где-то происходили перестрелки, стычки, они потом тоже отошли, их отбили оттуда. Вот. И они действительно были только в поддержке танками.
вернее, в танках были экипажи только русские. Это Таманская и Кантемировская дивизия. Оттуда они взяли их как контрактников, наемников и прислали в Чечню. До этого, до начала, еще где-то летом, наверное, это июль, может, август это было. У нас, наверное, разные, перед началом этой войны, это уже чувствовалось, нагнеталось все. Были делегация какая-то из Государственной Думы, был депутат Госдумы такой Шабат, как его по имени не помню, но Шабат такой, маленького роста, седоватый такой, по национальности евреем он был, или Олег Шабат, или Сергей, или какой-то Шабат был. Он попросил, он приехал к нам туда, в Грозный, и ему захотелось пообщаться еще с оппозиционерами туда, в Знаменском. И он пришел, попросил, чтобы кто-то его повез. Ну и надо же было, чтобы мне сказали, давай повези, и я туда поехал. На моей машине мы туда поехали. Вот. И я с ним зашел в этот их здание администрации, где сидел Автурханов. Ну и кое-что я там успел разглядеть. На втором этаже был кабинет Автурханова, приемная и еще его кабинет. Вот этом приемная была вот эта стена где-то метра 4, полностью забита этими военными рациями. Они такие ящики такие здоровые были. Как я называю, 45-ка или не знаю, рации, передатчики. Старого образца военные. И с другой стороны, с коридора, когда я оттуда выходил, я там еще посидел, там были оппозиционеры Свиденского района, они не знали, кто я среди них сидел, и там они разговаривали, что почему вы не возьмете власть, там введено, чего вы там ждете, да можно было бы взять туда-сюда. Ну, эти кормились, эти все проходили, что типа они про Автурхановские, с Урус-Мартана, с другого, Свиденского, может, из других районов. У них были все свои такие ячейки, типа запущенные, но действенные ячейки были только в самом этом Натеречном районе, потому что они граничили прямо с границей, оттуда переходили русские к ним. И я заметил, увидел там одного военного русского. Это был вертолетчик. Высокий такой, в таком темно-синем костюме с крестом. Я еще до сих пор помню на шее. Не этот, который медаль, а вот крест бывает. Вот. У них там полный такой штаб был. У них была связь с Моздоком. И сзади, во дворе, когда спустился, вышел так в задний двор, там стояли БТРы, там стояли горные пушки, небольшие, где-то 3-4 пушки, пара БТРов. И в это время, когда потом туда прилетел вертолет, они разбежались, ой, Умар приехал. Он оттуда, где-то с России, из Моздока, на вертолете его привезли. Они поехали, где-то от резиденции, где-то в стороне он сел. Эти побежали на машине, поехали туда, привезли его. Я видел, как я стоял на втором этаже, так, лестничной клеткой, там с первого этажа вход был виден. Ну, как он туда заходил, тоже в военной форме такой, ушастой. Вот такая у них подготовка там была. Ну, потом кто-то меня там узнал, потом схватили, потом пытались допрашивать, потом то-то все. Ну, Шабат заступился, пришлось меня отпустить, и не буду рассказывать, что там было, но и я оттуда вернулся. Я к тому, что у них уже была подготовка, все военизированным затаскивали, и русские ждали только, чтобы эти начали какие-то боевые действия и сказать, что вот внутренний чеченский конфликт, гражданская война, им нужно погасить, они собираясь подтягивать войска. Ну, для начала они думали, что вот такими силами можно свергнуть Дудаева, и все будет нормально. А после я даже уверен, 100%, даже если бы им удалось бы захватить Дудаева, там перестрелять всех нас, войска все равно бы ввели, 100%. И то, что они не смогли сделать в 1991 году высылку,
они организовали бы уже в этом 94 году. Они все-таки львиную часть чеченцев выслали бы, потому что уже начало войны, до еще начала войны, за 9 дней, был готов приказ за подписью Черномырдина о внутреннем перемещении, как формулировка была, вынужденные переселенцы или куда-то в Ярославскую область, Красноярский край, и туда, что выслали. Потом оттуда в Якутию, как говорится, туда, где Макар телят не гонял. Вот раньше, если в Казахстане чеченцы выжили среди мусульман, а среди якутов, наверное, не выживут. Наверное, уже такой расчет был. Если бы не был такой план, то они сразу в течение 2 недель, они столько бы войск не подняли бы, не развернули бы и не подтащили бы. Поэтому сама эта атака 26 ноября, она была предтечей для ввода войск. В любом случае, они Чеченскую республику оккупировали бы. Да. Вот такой. Данилбек, Дарья Сул, Данилбек. спасибо, я поблагодарю. Тогда сейчас я возьму как бы слово и, ну, как бы расскажу свою версию, как для меня началась эта война. Ну, я сделал акцент на 2 аспекта. Это личное восприятие начала войны. Тогда я молодой студент, не особо сведущий в политике, но воспитанный в патриотической семье, в духе патриотизма. И второе, это как бы анализ уже по прошествии лет, как мне видится сегодня все, что происходило тогда. Но прежде всего я завершил в 1994 году университет, закончил университет, получил диплом, защитился в определенной степени. На самом деле это здесь сегодня в Европе разделяет на лиценз и мастер, то есть 5 лет это 3 года лиценз и 2 года мастер. В тогдашней системе образования это уже была как бы мастерская защита по истории чеченской письменности. И в Чечне тогда вот в атмосфере вот это витало, да, вот это война, она как бы в атмосфере чувствовала, что будет война, не будет войны. Эти разговоры шли среди людей. И мне тогда хотелось завершить второе высшее образование, духовное, в какой-нибудь одной из мусульманских стран. И я спросил у нашего преподавателя Сумбулатова Абузара его мнение, что мне делать. Вот есть ли реальная угроза начала войны, что если она есть, я не намереваюсь покидать республику, так как намерен ее защищать. Ну, у меня такое воспитание было от отца, от деда. Он сказал, в любом случае, езжай, учись, если даже война будет, так как-нибудь разберутся без тебя. Скорее всего, не будет, такого было его мнение. И в итоге я поехал, и у нас уже были споры, когда вот Данилбек рассказывал, как в Урус-Мартане из кладбища сделали атаку на продвигающиеся войска Ичкерии, да, против так называемых оппозиционных сил Гантимирова, который располагался между селением Гихи и Урус-Мартан. Почему это было неожиданно? Ну, во-первых, кладбище – святое место, там были надгробия каменные, и долгое время не решались отвечать, стрелять в сторону кладбища, чтобы не повредить вот эти надгробия. Но когда уже начали погибать бойцы правительственного войска, естественно, тогда уже был открыт огонь, и были взаимные упреки по поводу святотатства тех, кто сделал нападение со стороны кладбища, и тех, кто отвечал по кладбищу. И у нас, естественно, среди чеченских студентов в Пакистане, мы тогда были в университете Даруль-Улум, у нас было 32 студента, эти же споры разгорелись и между нами. Там были студенты из Урус-Мартана, которые защищали своих сельчан, были, ну, как бы продудаевские настроенные ребята. И, ну, я, естественно, был, хотя я не участвовал тогда в этих политических событиях, я знал Зелимхана Яндарбиева еще до провозглашения независимости Чечни. Он мне тогда предлагал вступить в партию ВДП, но я не вступил, потому что сказал, что я еще молодой студент, мне лучше отучиться, и тогда я буду более полезен. И тут, то есть я наблюдал за всеми этими событиями. После занятия я мог прийти на центральную площадь Грозного,
послушать выступающих на митингах, которые там практически всегда стояли все время, как с тех пор, как вышли вот эти оппозиционные силы. То есть стоял митинг и антимитинг. Я часто встречался с нашими, как бы, ну, с Зелимханом, с другими, кого знал, разговаривал на эту тему, но все-таки я не был вовлечен как бы целиком в этот процесс. А тут уже у нас пошли споры, и я сказал, что это никакая не оппозиция, что это проплаченные Россией люди. Мне тогда было 22 года. И когда 26 ноября, вот день, который рассказывал Данильбек, когда вошли вот эти псевдооппозиционные чеченцы в Грозный с российскими экипажами внутри танков, это действительно были задним числом уволенные офицеры и солдаты, танкисты Кантемировской дивизии, чтобы нанять их на эту спецоперацию, и чтобы при случае можно было от них как бы отнекиваться, что это не российские военные. Вот, но когда их вытащили из этих танков, и Джохар Дудаев, ну, когда их вытащили, показали по телевидению, я помню, тогда мы в Пакистане по BBC видели этих пленных танкистов, и вот тогда я сказал, ткнув в лицо пальцем вот этим, тем, кто защищал псевдооппозиционеров, вот ваша оппозиция, вот российские офицеры, российская армия, которые себя проявили, да, вот уши российских спецслужб, российских военных были видны за вашими оппозиционерами еще 2-3 года назад. И они, естественно, промолчали, потому что это уже всем было очевидно, нечего им было сказать. И затем я сказал своим, ну, некоторые студенты были моложе меня, кому-то там 17-18 лет, некоторые были моего возраста, и всего 2-3 студента было, которые были старше меня. Я сказал, что после заявления Дудаева, что если Ельцин не признает этих российских офицеров госслужащими или военнослужащими российского государства, то он прикажет их расстрелять. Но это была такая угроза, чтобы их признали. Он расстреливать их не собирался. В итоге он их передал, да, без предварительных каких-то условий, без обмена, просто передал этих военных России. Но когда это было заявлено, я тогда уже был уверен, что такое оскорбление России, они это как бы не схавают, что обязательно начнется масштабная война. Почему я это сейчас говорю? Потому что тогда не верили, многие не верили, что война может начаться по такому, как бы для них, по их видению, пустяковому поводу. Так же, как не верили, что война начнется в Украине масштабная, вплоть до 24 февраля. Я здесь разговаривал и с чеченцами, и не с чеченцами. Практически все, абсолютное большинство были уверены, что война не начнется. И я просто хочу, как бы это не бахвальство, хочу отметить, что чуялка на войну меня не подвела и тогда, и вот после уже начала войны в Украине. Я вот прямо прочувствовал, да, что будет война, и заявил своим как бы однокашникам, что я лично вернусь, я не собираюсь сидеть в Пакистане, и учиться я не смогу, когда родина будет как бы в огне, я возвращаюсь домой. И со мной из этих 32 студентов еще 7 откликнулись. Нас вернулось 8 студентов на родину для того, чтобы участвовать на защите родины. Мы вернулись, я помню, там путь был очень сложный, потому что уже везде все было перекрыто. Пройти границу, российскую границу было очень сложно. Везде нас останавливали бородатые чеченские студенты. Но в итоге нам удалось, это после 26 ноября, к 8 декабрю уже мы оказались дома. Все разъехались по своим селам. Я вернулся в родной город Аргун. И вот буквально в течение 3 дней, 9, 10, уже 11, на 3-й день российские войска пересекли границу Чечни. Вот так для меня начиналась эта война. И я помню первые дни, вот, ну, было впечатление какого-то сюрреализма, да, вот непонятно, что вот буквально вчера ты жил в мирной стране, ты вырос в Советском Союзе, все вот эти сказки про прекрасное будущее коммунизма, в которое никто из чеченцев не верил, ну, по крайней мере, те из моего круга, чеченцы из моего круга, высмеивали это, все ждали, что
Чечня, воевавшая против России еще в 19 веке, что в какой-то момент она обязательно приобретет независимость. И когда она его приобрела в 1991 году, для нас это был просто то, что мы заслужили по достоинству. И тут опять на это покушаются. И вот все разногласия, которые были в чеченском обществе, я скажу, что среди молодежи тогда, если я был патриотичен, не все были так воспитаны в таком духе. Семьи были разные. Кто-то просто хотел устроить личную жизнь. Кому-то неплохо было и в Советском Союзе. Ну, естественно, большинство молодежи думали, как я. Они были воспитаны патриотично. Но вот после начала войны, я помню, когда пересекли границу, даже те, кто защищали вот этих псевдооппозиционеров, они все в один голос сказали, что вот теперь у нас нет никаких разногласий. К нам зашел враг войной, зашел громко, как бы во всеоружии, с колоннами, там сверху летели вертолеты, которые сопровождали эти колонны. И сейчас долг каждого настоящего чеченца, у нас говорят коноха, это достойного чеченца, выступить против России. И вот эта вся картина, когда ночью, я помню, вот почему-то в память резалось вот эти световые ракеты, которые очень долго на парашютах спускались с неба, их сбросили с самолетов, и чтобы защитить ночью продвижение колонн, или же места их стоянок, этих колонн, всю ночь до утра над российскими войсками висели вот эти осветительные ракеты, очень яркие. Их было очень много, как какие-то гирлянды или люстры. И они освещали всю округу. И они бросали очень длинные тени на разные предметы на земле. И эта картина вживую, реально, она вот мне сильно врезалась в память. И вот какой-то, я не знаю, какой-то сюрреализм был вот в этом во всем. И до начала штурма Грозного мы объединялись как бы по разным сельским группам, помогали там на разных, наша группа, она помогала чеченским артиллеристам на Петропавловском хребте, откуда шли российские колонны. Ну, вот такие эпизодические моменты были для нас, и я потом уже позже, по окончании войны, спрашивал у своих знакомых, практически у всех, те, кто тогда не состояли названных уважаемым Данильбеком, уже ставших элитных подразделениях Басаева, Гилаева, Дашаева, президентской гвардии, или же впоследствии ставшего известного исламского батальона. То есть те, кто не состояли в них, они все прошли, в принципе, вот этот путь сельских ополчений, каких-то дружеских групп, которые примыкали к той или иной уже состоявшейся военной группировке до начала штурма Грозного. А уже к началу Грозного штурма там прошел такой сильный отсев, выделились те, кто имеет в себе как бы характер воинов, те, кто готовы идти воевать до конца, и уже сформировались новые отряды, ставшие известные, их лидеры, командиры, ставшие известны уже к концу Первой войны. Вот, в принципе, таково было начало для меня вот этой войны. Но, на мой взгляд, уже как историка, как участника этих событий, самое примечательное вот в этом, это то, что чеченцы вообще в принципе посмели выйти против российской армии. Вообще посмели думать, что они могут воевать против этой армии. Это сейчас, когда мы видим, что из себя представляет, в кавычках, вторая армия мира в Украине, это сейчас кажется не так. Но даже к началу масштабной войны с самим украинцем, с которым я разговаривал, тоже было удивительно, каким образом, как чеченцы посмели, что им внушило вот эту уверенность, что они могут воевать против российской армии, против армии ядерной державы, самой крупной страны мира. Вот если как бы свести воедино все эти аспекты, самая крупная страна мира, чья политика всегда была милитаристская, агрессивная, чья армия считается второй армией мира, страна-победительница во Второй мировой войне, страна-обладательница ядерного оружия и многие-многие другие эпитеты, которые внушали страх людям, народам целым. В принципе, и сегодня здесь, в Европе, мы видим, что
каково отношение к России, при том, что она завязла войну в Украине, все-таки побаиваются Россию. У чеченцев не было этого страха и в советское время. Была злость, была озлобленность на эту власть, на это государство, не на людей, в частности. Русские жили в Грозном, жили в станицах Чечни. Отношения были разные, где-то нормальные, соседские, дружеские, где-то, в большей степени, конечно, никакой симпатии не было, по большому счету. Ее не могло быть. Все-таки комплементарность была между чеченцами и русскими всегда отрицательная, причем стабильно отрицательная. Но при этом, когда ты живешь по соседству, все-таки человек, какие-то отношения завязываются дружеские. Поэтому как бы дистанцированно, отвлеченно от людей вообще к этому государству, к их идеологии, к их образу жизни, ко всему, что характеризует это государство, этот народ, его политику, было крайне отрицательное, негативное отношение у чеченцев. Вот это умонастроение чеченцев и обиды за исторические прошлые трагедии, которые пришлось чеченцам претерпеть во взаимоотношениях с Россией, они вселили в чеченцев этот дух непокорности, этот дух уверенности, что не обязательно даже победить, но важно противостоять вот этому вселенскому злу, отвратительному образу, да, все, что связано было с Россией, это воспринималось как нечто очень гадкое. Вот, по крайней мере, у меня вот такое впечатление оставалось. Я учился в школе, мне противно было все, что там нам как бы пропагандируют, и этот памятник Ленина, и эти красные тряпки, и это мифы о большевиках, о советской власти. Я еще до школы был воспитан на рассказах о Кавказской войне, о наибах имама Шамиля, о героях чеченского народа и о том, что чеченцы – это народ потомки Ноя и так далее, и так далее, и так далее. Вот это воспитание, которое в твое сознание с раннего детства впиталось, оно вызывало полное отвращение даже к самой системе обучения в советской школе. Да, мы вынуждены выучить русский язык, к самому русскому языку вызывало отвращение. К литературе, которая действительно очень достаточно сильная, да, одна из сокровищниц мировой литературы. Здесь очень прямо, я не знаю, блеют от русской литературы, во Франции особенно, во всей Европе, и при этом признавая, да, что действительно литература великая, достойная, и отвращение ко всему этому тоже было также всепоглощающее, да, все, что писалось, говорилось, слышалось, воспринималось просто негативно, отрицательно. Мы понимали, что это народ-враг, это государство-враг, тот, который веками уничтожал твоих предков. И сами чеченцы были ущемлены в своей собственной республике. Не было рабочих мест, в общественных местах всегда тебя потыкали не мужчины не смели, потому что могли получить в нос или оплеуху. Консьержи, старые женщины, в основном женщины, могли попрекать, что вот говорите на русском языке, говорите на человеческом языке, как будто чеченский на человеческий. В совокупности все это, вот это настроение, которое пропитан был чеченский народ на протяжении всего периода, который я помню, это все-таки период после возвращения из ссылки в Средней Азии, Казахстан, обида за навешенный ярлык коллаборантов, подаривших какого-то белого коня Гитлеру, когда не самого Гитлера, да не даже немецких войск не было в самой Чечне. Все вот это вызывало такое отвращение. И чеченцы, действительно, я разговаривал с дагестанцами в 91-92 году, когда я ездил в библиотеки и архивы Махачкалы и писал свои курсовую, затем дипломную работу. Ездил в Ингушетию, Нальчик, в Кабардино-Балкарию. Когда я слушал этих людей, разительная была разница в мышлении, в мировосприятии, восприятии самой России и значимости русского государства в умах наших соседей, кавказцев, которые, если сравнить их, скажем, с какими-нибудь там
представителями разных этнических групп самой России, они уже были куда более свободны в плане того, что могли свободно мыслить относительно всего этого. Но относительно чеченцев разница была колоссальнейшая, не просто колоссальная, колоссальнейшая разница была вот в мышлении и восприятии российского государства между чеченцами и соседними, даже свободно мыслящими кавказскими народами. У чеченцев, вот мне это кажется, самое великое достояние, самое большое достояние, то, что тогда имел чеченский народ, и то, что позволило этому чеченскому народу не сомневаться, что можно противостоять этому государству, можно и нужно противостоять его агрессии, его армии. Если бы такой убежденности, такого отношения к этому государству не было бы у чеченцев, в общем, да, ну там, конечно же, были отдельные элементы, о которых сегодня говорил и Данильбек. Если бы это не было бы превалирующим умонастроение чеченцев, чеченского народа, то, конечно же, такой отпор российской армии, который получила в Грозном с ночи 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года, то, конечно же, вот этого отпора не получилось бы. Этого шока для российской армии и политического руководства не случилось бы. И этого воодушевляющего сражения для всех порабощенных народов постсоветского пространства и даже мира на Ближнем Востоке, мусульманские народы, турки, кого я только не слушал, уже после окончания Первой войны, когда побывал в разных странах, вот все это стало возможным благодаря вот этому самоощущению чеченцев, чеченского народа, его каких-то этнических традиций, его воспитания, его исторической памяти. Вот это, мне кажется, самым величайшим достоянием, которое имело очень далеко идущие последствия для самих чеченцев. Они вышли из забытия, в которое их ввергло вот это же российское государство. В мире сегодня чеченцы известный бренд, о них знают практически все, во всех странах. И такие же далеко идущие последствия для самого российского государства. Когда говорят, что вы говорите, что сегодняшняя власть Путина, Путин зашел к вершине власти на крови чеченского народа, я последние недели две слышал, что, читал или слышал напрямую, что до нас была Абхазия в Грузии, атака на Абхазию, было Приднестровье. Я отвечаю, что да, и Приднестровье, и Грузия прошли те этапы гибридной войны, которые чеченцы прошли. Вот пиком этой гибридной войны было 26 ноября, о котором мы сегодня говорили. Эти страны прошли через эту гибридную войну и оказались оккупированы части этих стран. Приднестровье выставили как будто русскоязычное казачье население против молдаван, и вот они создали отдельное государство, в России тут ни при чем. То же самое было в Абхазии. В Чечне этого не удалось. В Чечне сперва была надежда, что будет конфликт между чеченцами и ингушами, этого не произошло. Чеченцы не стали препятствовать самоопределению ингушей. Затем была надежда, что будет гражданский конфликт между чеченцами. Он был не имевший каких-то внутренних предпосылок, внутренних оснований, навязан, искусственно созданный конфликт был при подаче России. Ну и в этом конфликте вот это искусственное создание, чеченцы, прикормленные, вооруженные, проплаченные Россией, не имели мотивации достаточно сильной, чтобы действительно противостоять законной чеченской власти, и проиграли. И вот тогда уже Чечня вот действительно является той основой сегодняшней, зарождения сегодняшней структуры российской власти, когда чеченцы разбили зубы российской армии, униженная российская армия вынуждена была откатиться из Чечни. В российском обществе созрели реваншистские настроения, и на основе этих реваншистских настроений пришел к власти Путин. Вот последствия притязаний к Чечне российского государства и того, что мир проглотил это, пропустил
сквозь пальцы согласился с тем, что Россия имеет право делать в Чечне все, что угодно. Это бывшая как бы ее вотчина, его территория. Лучше иметь с Россией торговые отношения. И не ссориться с Россией из-за какой-то непонятной маленькой Чечни, которая пусть и героически борется против нее за свою свободу, но не имеет таких же привлекательных перспектив экономических взаимоотношений. Я почему все это рассказал? Это, на мой взгляд, один из самых важных аспектов итогов того, что сегодня нужно учитывать и подвести итоги. Потому что и сегодня в Европе, я буквально сегодня в Париже встречался с одним из аналитиков, экспертов по Центральной и Восточной Европе, который изучает вопрос России. И с его уст я сегодня услышал, что наконец-то появилась среди европейских политиков заинтересованность изучить вопрос Чечни, изучить вопрос других регионов, нероссийских регионов России, как Татарстан, Башкортостан, Якутия и другие, какие были сделаны упущения в те годы. И до сих пор он отмечает, что есть разделение как бы на тех, кто до сих пор ждет окончания войны, это имеется в виду Европа, европейские политики, и когда начнется вновь возобновляться торговые взаимоотношения с Россией. Но есть другая группа политиков, их поменьше сегодня. Мы надеемся на то, что их станет больше, которые понимают, что уже впредь так быть не может. Есть понимание, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в развале Российской Федерации, как не были заинтересованы в свое время в развале Советского Союза, но он случился. Им пришлось принимать активные меры, чтобы сохранить Россию. Были финансовые вливания, была продовольственная поддержка, была моральная поддержка. Все это позволило России тогда устоять, не развалиться. Но вот это нельзя сказать предательство, как говорят многие чеченцы, предательство чеченцев Западом. Нет, Запад преследовал свои интересы и по-своему оценил выгоды и риски взаимоотношений с Россией. Сегодня все это пересматривается благодаря большой масштабной войне Украине. Украина все-таки европейская страна, это не какая-то отдаленная маленькая Чечня. И сегодня, когда война уже идет 4 года, все эти вещи пересматриваются, переоцениваются. И уже хорошо, что есть такие аналитики, аналитические центры, которые изучают этот вопрос. И, конечно же, нельзя сказать, что будет завтра все ринутся, вдруг понимать, что нужно демонтировать имперские механизмы, имперской основы российского государства. Но то, что в этом направлении уже начали думать, это уже, на мой взгляд, большая победа, прежде всего для Украины, которая борется сегодня, истекает кровью против России. Россия, если даже завершит войну, покинет захваченные территории, это не означает конец истории взаимоотношений между Россией и Украиной. Это еще будет чревато для Украины. Естественно, это важно и для Чечни, которая была первой, и из-за противостояния которой вся эта система была налажена. Но и важно также для всех других народов, некогда в разные периоды истории порабощенных Россией, потому что у них появляется шанс на то, что они могут приобрести свою независимость. Вот, в принципе, то, что я хотел сегодня отметить в своем разговоре, дате начала первой российско-чеченской войны, каково его значение и какова основная роль, которую чеченцы и сопротивление, и борьба чеченцев сыграли для последующего развития всего этого геополитического пространства от Чечни до Франции, в котором я сегодня живу и нахожусь. Если будут вопросы, отвечаю. Если я слышу, Данильбек, скорее всего, хочет что-то дополнить. Данильбек Савельев. Если нет вопросов, я немного добавил бы кое-что. Пока можешь добавить. Насчет того, что как чеченцы посмели. Мы можем вспомнить каждый, что у нас, пока дети растут, все время они проходят через такой тест.
испугался ты, не испугался ты. На каждом моменте что-то сделали, куда-то пошел, кто-то куда-то прыгнул, с кем-то подрался, и что-то испугался, не испугался. И вот даже если он проигрывает, ему страшнее всего, чтобы показать, если показать, что он испугался. И это, видимо, с детских лет откладывается. Нельзя сказать, что чеченец не испугался или чеченец не испугается. Конечно, да. Вопрос в другом. Покажет он это или не покажет? Что в нем переборет? Вот его страх заставит его убежать или стыд за страх заставит его остаться там, где он должен быть? Это главный момент у чеченцев, который мы еще и не сознаем, но когда сталкиваемся с такой ситуацией, здесь у нас это получается. Если я сейчас покажу свою слабость, какой же это позор, и как мне с этим позором жить? И вот этот страх этого позора очень многих заставляет стать героем или идти вперед. Ну, есть и те, которые действительно очень, среди чеченцев очень большой процент храбрых людей, которые в действительности, например, как Шамиль Басаев там, или из этих братьев Урус-Мартановских, как фамилия была их, Ахмадовой. Ну, среди них были там Хута, Резван, Рамзан, они, просто бесстрашные люди. Они даже непонятно было, есть ли им, знакомо ли им такое чувство страха. Вот. Или урус-мартановские братья Такаева, которые были, ну, как сказать, просто из железа можно подумать, что они сделаны. Таких очень много было. И таких, как был наш один односельчанин, Адам его звали. Он был гранатометчик. Он выходил против танка где-то в 30-40 метрах. С этого расстояния даже не рекомендуется стрелять, как говорят специалисты, потому что его осколки могут попасть в тебя. Он в полный рост выходил, стрелял и спокойным шагом отходил. Когда ему говорили, Адам, надо моментально убегать, уходить, говорит, валлах, говорит, я ни одного шага не прибавлю от русских, говорит, или пригибаться не буду. Вот так вот в этих боях он не погиб, не пригнувшись ни разу. Насчет того, как русские заходили 11 декабря. Сначала они нанесли ракетный удар с вертолетов по аэродрому Ханкала. Там стояли такие учебные самолеты, Л-2, это чешские были. Они практически все сожгли. Там никакого там ПВО не было, ничего не было, никто там не ожидал их. Они где-то, откуда они залетели, я не знаю, но в любом случае где-то они пролетели. Наверное, с Толстой юрты с этой стороны через Петропавловск и прямо на Ханкалу. И там они их расстреляли из этих таких больших крутящихся пулеметов и этих ракет. Там такой вой стоял от этого и взрывы. После они атаковали аэропорт имени Шейха Мансура. Типа там тоже есть, но там ничего не было, гражданские самолеты не сожгли. И они начали наносить ракетные удары по президентскому дворцу пытались. По-моему, это вертолеты или самолеты со стороны тоже Ханкалы, с той стороны залетели и пустили ракеты по президентскому дворцу. Эти Нурсы, по-моему, подкрыльные которые. Но они попали уже в 16-этажку напротив, которая через Сунжу стоит. И они не попали в президентский дворец. Вот. Со стороны Ингушетии шел генерал Бабичев. У него была очень основная группа, по-моему. Больше с Моздока они шли. Вот. Потом с Натеричного района через Моздок заходили, через Натеричный, через Толстой юрт на Петропавловку. И первое сопротивление наши оказывали в Петропавловке. И оттуда же с Натеричного района через станица Первомайская. Это было Старопромысловский район, конец, и туда дальше. Кстати, откуда родом был Масхадов. Не родом, а там он жил последнее время, видимо. Вот. Они там окопались за селом, под какими-то там этими холмами.
А Бабичев со своей группировкой продвигался по хребту. Они не пошли по Баку-Ростов трассе, и они пошли сверху через сзади Самашки, сзади Алханюрта, и вот так на заводской район они выходили. И, по-моему, даже их группировка тоже дошла до Первомайского. Потом, опять же, они заняли потом аэропорт Северный, они потом его назвали так, Шейха Мансура. И эта колонна из аэропорта Шейха Мансура, она там собиралась, и они начали выдвигаться через Старопромысловское шоссе. Дошли они до... Это уже после. И у них было направление на Грозный в центр. Со стороны Ингушетии, которые шли в Ингушетии, их задержали. Ингушские демонстранты вышли против них, они стояли, потом они один бензовоз там сожгли, потом куда-то еще постреляли ответным огнем, или как-то они пару человек убили, ингушей, погибли там. Я помню, когда я поехал в Ачхомартан, узнать, докуда русские доезжают. У нас оттуда с постом не было связи, у меня была рация, меня послали туда. И там были ребята наши, которые ходили, давайте мы здесь окопаемся, наши братья-ингуши погибли уже, это уже война, и такой настрой такой был. Вот. Уже оттуда начинали позиции устраивать, но русские не пошли, как я сказал, по Баку-Ростов, они пошли сверху. И они в течение где-то недели-двух шли по этому хребту, потому что подобраться туда было сложно, хребты были голые, без деревьев, и они на километр могли обстреливать из пулеметов, из пушек, из танков, все что угодно. И практически против них, пока они шли, с ними ничего невозможно было сделать, потому что с нашей стороны было только гранатометы максимум, крупнокалиберные пулеметы. Град установки, пушки, они были очень мало, и если запустить несколько залпов, то больше уже не было снарядов, они отходили. Вот. И вот так они стягивались. То со стороны Дагестана их задержали в Хасавюрте, тамошние, те, кто живет в Хасавюрте, наши чеченцы. Ну, особо они там и не пробивались, бои не были, там были ситуации, которые забрали у них БТРы, танк один забрали, оттуда экипаж вытащили. На территории Дагестана они войну начинать, они вроде не планировали. И южная сторона у нас была полностью открытая. И даже когда уже началась война в Грозном, в городе, вплоть до Баку-Ростова трасса, которая шла на Гудермес и дальше, с нижней стороны они были еще под обстрелами, какие-то части были, а с верхней стороны, с южной стороны они были свободны даже после того, как Грозный оставили, вышли. Вот. Насчет того, чтобы как посмели, что сделали, практически то, что в моих мозгах было, я на душе могу сказать, я думал, ну, где-то, если мы неделю продержимся, немного повоюем, хотя бы неделю, чтобы Грозный не отдали, хотя бы это останется в истории, что чеченцы дали сопротивление, что Грозный выстоял недельный бой. Это считалось, по моим понятиям, даже вот так, для истории очень большим достижением, потому что где-то там Хульга штурмовали столько-то, это штурмовали столько-то, там Берлин штурмовали 9 дней. И думаю, ну 9 дней, наверное, не вытянем, хотя бы неделю. И вот с таким настроением немало было людей, потому что когда приходишь в президентский дворец, мы находились у нас на 4-м этаже президентского дворца, располагалось в правом крыле Министерство информации и печати. У нас там стояла радиостанция, вернее, телепередатчик. Вот. Мы с него сигнал передавали на центральную вышку, и оттуда репортажи вели.
о ходе ситуации, куда, как, что, много чего было рассказать и говорить. И люди все слушали, даже когда уже у нас не было изображения, мы знали, что аудиосигнал идет, телевизор показывал, не показывал картинку, но передавал голосовой голос. И мы все равно передавали, и каждый день по несколько раз выходили в эфир. И те съемки, которые есть некоторые со стороны вокзала, которые идет бронетехника, по ним ведется огонь из гранатометов. Этот сюжет снимался из нашего министерства. С той стороны находилась эта студия, и редактор этого телевидения, это тогда было Кавказ телевидение называлось, Хасин Радуев вел съемку. Он сам лежал на полу, чтобы в окне не стоять, выставил камеру через окно и снизу, смотря через вот этот монитор, вел съемку. Практически когда эта армада подтягивалась, уже в городе начались движения, брожения, которые кто как себя поведет. Помню, в один из дней, это когда уже 11 или 12 декабря, вот в первые эти 2 дня, уже света не было, уже ходили так с фонариками, с этими, или на освещение машин, фарами машин. И моя машина стояла, как и другие, где-то возле президентского дворца. И вечером мы выходим куда-то, чтобы поехать. И я вижу, от моей машины кто-то отошел. Отошел и сел в другую машину рядом. Мы с моим товарищем, Ширвани его звали, он свойку поселка был, Верес Алханюртован. Подошли, я смотрю, машина, дверь открытая. Это боковое треугольное окно было тоже сломано, открыто, внутренняя защелка. И, видимо, уже пытались угнать машину. Все эти бандитские или воровские структуры моментально активизировались и начали воровство в квартирах, воровство машин. И люди же уехали, некоторые просто закрыв свои квартиры. Эти люди, одни вышли на войну, другие вышли на свою работу по воровскому делу. И вот с первого дня ты видел вот это разграничение, расслоение именно чеченского такого многошерстного общества. Конечно, воров было мало, но со временем они и предатели, и доносчики, и стукачи, даже были взрослые мужчины, которые ходили в попахах, раскидывали жучки, корректировали. Мы даже представить себе не могли, что люди наши, которые под 60 лет, за 50 лет могут сотрудничать тайно среди нас с русскими. Но это потом, как выясняется, были те, кто служили русским с царских времен. Это поколение, это династия их стукачей. Так и они продолжали и сегодня продолжают. Вот. Насчет того, что выстоим, вообще мысли не было. Думали, да, конечно, все. Но деваться уже некуда, или идти некуда, и даже нет смысла куда-то идти. У тебя то, что было внутри, с молодости, с юности, ненависть к русским, ты этим и решил пройти до конца. Смерть так смерть, хоть здесь, хоть где угодно, смерть настигнет, лучше вот здесь самая достойная смерть. И как наш один товарищ сказал, возьми, говорит, ему сказали еще пару рожков к автомату. Он говорит, да чего брать, говорит, а все равно сейчас убьют. Случай у себя оставьте, говорит, может, пригодится больше. Вот. Но те, которые были уже с боевым опытом в Афганистане, которые были, правда, афганские ветераны, они не особо поучаствовали там, но абхазские, карабахские, где в Карабахе были, в Абхазии были, именно они были, так сказать, ядром этого сопротивления. Именно 3 этого батальона. Шамиля Басаева, Умалта Дашаева и Хамзата Гилаева. Ну, конечно, потом подтянулись здесь сразу, и Джамаат Фатхи подтянулся, они организовались. Урус Мартан обычно был оппозиционным, но с началом войны
оппозиция, они затухла, они, так сказать, придавили их, и молодежь вышла с оружием в руках. У них был отдельный свой жамаат, и они воевали отдельно. Но эти 3 батальона, они были полностью на связи и под руководством главного штаба Масхадова. И к ним же примкнул исламский батальон. Исламский батальон был, правда, небольшого состава, но человек 30, 40, 50 в начале они составили. Это с 11 человек, с 26 ноября они приходили туда, ребята. Это был в основном Алхан-Юрт, Хаттуни, Тавзини, Аргун. Вот это 4 населенных пункта, они пополнялись, организовывались. Это был исламский батальон, как сначала его назвали. Он даже сам так не назывался. Первый раз в начале командиром его был Хизир из Алхан-Юрта. Он погиб в первые дни на боях в этом направлении вокзала. А потом стал Халимов Ислам стал. И, может, и по имени Ислама его назвали исламский батальон или так. Но в начале войны, пока все это сходило, пока бои не начались, пока не начали активно видеть, как можно сжечь русские танки, вот когда грозненские бои показали это, вот тогда произошел перелом. А до этого было еще не столько. Хотя позиции держали на Первомайском, туда станицы, дальше в этом Заводском районе, еще в каких-то местах. И на направлении Петропавловки, станицы Петропавловской, и потом в районе Ханкалы. Вот. До 31 декабря они все подтягивались, скопились, наносили бомбовые удары, были грозные, конечно, бомбили, обстреливали, но живая сила, бронетехника до 31 декабря они накапливались вот на этих 3 направлениях. И фактически это был 5-6 километров в одну сторону, 3-4 километра в другую сторону, 2-3 километра в северном направлении. Север, юг, запад. Север, восток, запад. Вот эти 3 направления. И они сжимали вот это кольцо, это полукольцо, примерно до расстояния вот так несколько километров. И они подготовили наступление, штурм 31 декабря. Хорошее как бы дополнение. Ну, я хотел бы немножко как бы от себя сказать, что когда я говорил о том, что чеченцы в настроениях противостоять российской армии были готовы, вот то чувство, о котором ты говорил, страх иметь, но не проявить ее, в чеченском слове есть слово «ях». «Ях», для тех, кто не знает чеченского языка, это слово, которое трудно перевести на русский язык. Было много разных вариаций, но все-таки это слово более содержательное. Кто-то говорит достоинство, кто-то говорит соревновательность, кто-то говорит чувство взаимное. То есть это быть лучшим, чем другой, показать себя еще с лучшей, с более мужественной, с более благородной стороны. И там много-много чего еще смысла в него вкладывается. Но вот для чеченцев это само слово по себе, оно самодостаточное. Вот это чувство «ях», которое передается через это слово, оно заставляло идти до конца. И когда я говорил, что самое главное достояние чеченского народа перед новейшей историей, который по сей день влияет на развитие мировой истории, да, это то, что события идут в Украине, события, которые влияют на Европу, события, которые, можно даже сказать, повлияли на события на Ближнем Востоке, когда люди как бы посмели выйти против своих собственных режимов, противостоять американской экспансии в разных странах, да, и, ну, можно сказать, что Афганистан как бы стал в основе этого, но Афганистан это 38-40 миллионная страна, которая находится как бы в совсем другом цивилизационном как бы измерении, в пространстве, в глубине Азии,
чеченцы народ, вышедший вчера из Советского Союза, практически вчерашние советские люди. И как отмечал сам Лев Рохлин, генерал войны, что такого плотного огня, как в Грозном, в штурм новогоднюю ночь, он не видел за 10 лет войны в Афганистане. То есть разница все-таки была колоссальная. Я что хотел отметить, что нам свойственно, Данильбек, несколько идеализировать наш народ. Было тогда, сегодня уже нет, но тогда, в конце 80-х, начале 90-х, нам было несколько свойственно идеализировать свой народ на рассказах стариков о прошлом, о прошлых героях, онахах. А так как мы были народ, лишенный возможности действия. А без действия народ живет как бы прошлым, живет рассказами. А рассказы чаще всего бывают идеализированные. С одной стороны, они нам помогли вот в этом мотивации, в духовном настрое. С другой стороны, у нас было несколько завышенное, идеализированное понимание о себе. Нет в мире ни одного народа, который не имеет коллаборантов, не имеет предателей. Нет ни одного народа, который не имеет во время войны мародеров. И вот ты сейчас рассказываешь, да, про проявление мародерства, проявление коллаборационизма, предательства. Нам казалось, что в чеченском народе таких явлений, таких людей не должно быть. Ну, это невозможно. Они есть везде, среди всех, были среди нас. И тем не менее, то, что тогда народ, который только-только после величайшей трагедии выселения 1944 года, который без единого выстрела потерял 60% своего населения от голода и холода, который был гоним в Советском Союзе, посмел, только достигнув миллиона численности, мог вообще себе вообразить, что он может выйти и хотя бы неделю противостоять российской армии. Да, я согласен, что никто не ожидал, что мы должны победить, но в этом-то и кроется вся сущность того, что мною сказано. Меня спрашивают, а что у вас? Дудаев не размышлял над тем, что эта война бессмысленна, что вы ее не сможете выиграть? Или он как войны не мог этого понимать? А что, зачем нам Джохар Дудаев, чтобы это понимать? Любой чеченский школьник, который сегодня завершил школу, вот весной 1994 года, которому исполнилось 17 лет, в числе которого был и мой младший брат Тимур, погибший во Вторую российско-чеченскую войну, даже он это понимал. Для этого не нужен с военным образованием генерал советской армии. Любой школьник чеченский понимал, что нет надежды, как бы. И тогда, по крайней мере, в душе мы не питали надежду, что мы вот победим. И он, этот школьник, 17-летний, готов был бороться. Вот в чем. Почему молодому парню, наверное, должно хотеться жить там, я не знаю, как бы. Вот в этом есть заслуга чеченцев. Еще раз хочу этот момент отметить. Это действительно так, и это мне высказывали многие. До сих пор для них вот это непонятно и феноменально. Это не равное государство, или же государство даже не какого-то среднего, там, как бы скажем, да, средней мощности. Это народ, который не имеет еще утвердившейся государственности, народ, переживший геноцид и трагедию, вышедший из Советского Союза, то, что он посмел выйти против танковых колонн, то, что танки горят, чеченцам было очевидно уже 26 ноября 1994 года, так называемые танки оппозиции горели как спички. Есть в этом и заслуга Джохара Дудаева. Для некоторых скептиков он был ненавистен, он говорил, что такое танк. Он говорит, как спичечная коробка. Одна муха, по-чеченски тут, на горном диалекте еще, он говорил тут, то есть одна муха, имелся в виду вот этот разовый гранатомет, может сжечь вот этот железный ящик. И я согласен, что до вступления российских войск в Грозный чеченцам очень трудно было, из-за того, что у нас не было вооружения, которое способно было достать российские колонны. Они шли, как я уже говорил, над ними ночью висели вот эти светильники, они во все оружие ощетинились и обстреливали вокруг себя даже слепую, боясь, что к ним подойдут. Они шли именно по степной зоне, даже на хребтах, вот Отерский и Сунжинский хребет, там нет лесов, лесистой местности. Ты правильно отметил, Данильбек, что они не посмели пройти по Бакинской трассе, где было много населенных пунктов,
были зоны с лесополосами, они понимали, что в этих местах их колонны могут подвергнуться атакам, что это сокращает дистанцию вооруженного нападения. Они двинулись через хребты, двинулись через северные степные районы. Они не прошли ни с Ингушетии, ни с Дагестана. Чеченцы, акинцы, ингуши первые дни войны показали себя с лучшей стороны, как братья. И благодаря этому, в принципе, Грозный был взят в полукольцо, но не был полностью блокирован, как уже в ходе Второй войны, когда эта задача была поставлена. Они хоть с трудом ее все-таки достигли. Грозный был блокирован во Вторую войну. У нас оставался вот этот проход с южной стороны. И когда они шли на Грозный, я помню, единственная такая удачная атака, она где-то была преувеличена, это атака из установок «Град», которые были в батальоне Шамиля Басаева, его абхазском батальоне. И то это был не полный комплект, то есть полную кассету зарядить так и не удалось, не было боеприпасов, не было радиосвязи, не было вооружений, не было. У нас артиллерия представляла себя из где-то меньше десятка орудий. Они были разбросаны как бы на всю ширину фронта. Вот на том участке, о котором я говорил, что мы помогали, участвовали до вхождения российских войск в Грозный на Терском хребте, это в районе Петропавловска или Горячеводска, правильнее будет сказать. Вот там стояли 3 или 4 орудия, я помню, разбросанные. Их разбили ответным танковым огнем. Был один танк, я насколько помню, потом в Грозном были еще два трофейных танка. Были БМП, 5-6 штук БМП были. Ну, это все, что мы могли. И вот 2-3 установок «Града», которые не имели к себе боеприпасов. Гранатомет бьет, прицельно можно хорошо бить из него максимум на 250-300 метров. Дальше тоже били чеченцы, но это был такой огонь больше тревожащий, который редко достигал цели, потому что танки, если только при удачном попадании из гранатомета, может танк загореться. Не любое попадание в танк из гранатомета означает, что ты 100% ее поджег или взорвал, разбил. Только в ближнем бою. То есть они не позволяли нам возможности вести ближний бой. Нас не подпускали ближе, чем на километр, на 1,5. Поэтому была выбрана стратегия запустить в Грозный, просто вести тревожащий огонь, насколько это возможно. И очень много было раненых и полегло наших парней. Вот когда эти колонны двигались в течение более двух недель получается, да, с 11 декабря по 31 декабря, они медленно продвигались по незначительной территории, то есть от Грозного в любые стороны границ, на север, на восток, на запад, максимум там 70-80 километров, они это расстояние преодолевали больше 2 недель. Я помню, когда началась вот эта операция в Ираке в 2003 году, я разговаривал с Зелимханом Бендербиевым, мы находились в Катаре тогда, и у него была надежда, что их продвижение задержит на очень долго. Я сказал: Зелиман, ты ошибаешься, я знаю регион, знаю людей, не будет этого. Он был удивлен, что в течение таких же 2 недель войска Соединенных Штатов Америки и коалиции преодолели за 2 недели более 1000 километров и достигли Багдада. То есть то, что тогда сделали чеченцы в задержании продвижения российских колонн, это на самом деле это было чудо для того времени, да. Народ, практически ополчение, народная армия, помимо вот этих 3 подразделений, которые прошли опыт Абхазской войны, обозначено уже подразделения Басаева, Гилаева и Дашаева, все остальные это были ополченцы. И вот удалось на более чем 2 недели задержать продвижение этих войск, запустить Грозный, и в Грозном уже в ближних контактных боях разбить вот эти российские бронетанковые колонны. Ну, естественно, в те времена были много раненых. Тот же вот Умолт, о котором ты говоришь, вашего села, он был ранен, я помню, Ислам был ранен, Хизир погиб, вот этот Джамаат Шейха Фатри в районе этого железнодорожного вокзала потерял лучших бойцов. Один из них
Исмаил с нашего селения Белготоев. Ну, я жил, вырос, родился, жил в Варгуне, но я родом из Белготоя. Вот. Все тогда о нем знали. Были Абдулбари был ингуш, да, который грозненский ингуш, который жил в Грозном, погиб там же. Много других ребят. На самом деле это единицы, вот это такие, я не знаю, глыбы, да, гранитные глыбы, которые вот в них вот это проявлялось, вот это яхт, о котором мы говорили. Они знали, что они не выживут, что они погибнут. Они также обозначали это. Мы ляжем костьми в основу чеченской государственности. Это были слова, сейчас я не боюсь перепутать, по-моему, того же Исмаила с нашего села, и этого Абдулбари, и других вот бойцов с этого подразделения, с этого джамата. Мы ляжем костьми в основу чеченского независимого государства. Желания выжить ни у кого не было. Вот это чувство, вот эта готовность пожертвовать, она и была важна. Извиняюсь за долгий диспут, но я вижу, уже есть вопросы того, когда пришли бойцы УНА-УНСО, но это было еще потому, когда война началась, вот эти двухнедельные периоды, о которых мы говорили, когда задерживались продвижение российских колонн, много разных людей приходило в Грозный. Грозный тогда представлял из себя такую крепость в осаде. Ну, был проход с южной стороны, как я говорил, и из этих более чем 2 недели туда приехали и бойцы УНА-УНСО, туда приехали и добровольцы соседних республик. Кто-то осведомлялся о ситуации в Чечне, уезжал с какими-то там намерениями что-то передать у себя на родине, кто-то решительно оставался в качестве добровольца в Чечне. Вот такова была ситуация в Грозном в эти 2 недели. Насчет УНА-УНСО я могу кое-что добавить тоже. Да. Где-то, наверное, 11 или до 11 они приехали. И у нас как раз шел митинг, там постоянно стоял уже митинг перед бывшим Совмидом, где и раньше был митинг. И у них был старший один мужчина, где-то ему, наверное, лет 60 было. Седой, с бородой, такой невысокого роста мужчинка. И он был у нас в кабинете у Мулади на 4-м этаже. И в это время начали бомбить. Бросили бомбы где-то, по-моему, в районе кинотеатра «Космос». Там еще Синтия Элбаум, по-моему, американская журналистка была. Она там погибла. Уже журналисты были вплотную, уже приехали в Грозном, брали интервью, снимали людей. И мы ему говорим: все, уже война уже начинается, русские сейчас скоро войдут, вам нужно уезжать. Он говорит: а нет, говорит, мы не уезжать собрались, вот со школы другие, третьи. Они, говорит, остаются. Мы до этого даже сразу и не знали, что они приехали остаться. Говорит: в смысле, вы остаетесь воевать? Да, говорит, ребята пришли воевать. Покажите им куда, что. И потом... Но этот старый уехал. Эта группа где-то... У меня такое в голове цифра 11 крутится. Наверное, их человек где-то 11 было. И они говорят: нет, мы пришли воевать. Мы останемся. Они остались. Их определили в какое-то подразделение. Они еще в период штурма Грозного, я несколько раз видел, они в президентском дворце были, выходили, заходили, воевали. Вот. И что интересно, он говорит, это старик: ты смотри, говорит, самолеты бомбят, говорит, а с митинга никто не разбегается. Ты, говорит, посмотри, фотографируй, говорит, своим. Никто, говорит, не бежит. Он удивился, он смотрит, да, говорит. Вот, говорит, это, говорит, чеченцы им покажут. Ну, это нам было приятно слышать, но когда на тебя идет армада, это тяжело этим смириться, что мы им что-то покажем. Но, оказывается, действительно, Аллах решил по-другому. Вот до начала этого штурма уже украинские ребята были там, и во время штурма они тоже воевали. Погибли там несколько человек, очень даже хорошо вели они себя, никаких проблем с ними не было. Даже некоторые наши большие министры, даже не знаю, называть, не называть, ну, один товарищ, который возглавлял одну силовую структуру в подвале
президентского дворца, еще штурм не начался. Он стоял вот в проходе в военном таком кителе, этом по-зимнему. На нем даже пояса с пистолетом не было. И то он не знал, как себя вести, что ему делать. В то время, когда Шамиль, Умалт, они все совещались, планировали, отправлялись туда на боевые позиции. А этот был ни при чем. Вот. И практически весь кабинет министров, как сказать, большие и маленькие министры, все, которые с педа у рта рвались к власти, их как ветром сдуло. Несколько министров осталось, кто там остался, пару человек. А остальные слиняли кто сразу, кто через неделю, кто еще потом со стороны. Сказать по правде, людей обвинять или говорить, вы там струсили, вы там это, не приходится, потому что люди, во-первых, не военные. Во-вторых, нет такой подготовки или вооружения. Идет наступление, громаднейшая армия. И причем с каждого направления шли по армии. Каждая армия командует большие генералы. Это не так, как какая-нибудь одна бригада разделилась на какие-то батальоны идет. Армия Бабичева, армия Трошева, армия Тихомирова, возглавляется армия, там еще Куликов какой-то. Это все были самые те, что есть. Все, что у России было по то время, они притянули и военных спецов, и армию, и бронетехнику, и все, что угодно. Кроме ядерного оружия, все. И против них, чтобы, например, у всех хватило мужества или у всех хватило это сложно, конечно, тяжело, но, тем не менее, те, кто были на государственных должностях, они должны были оставаться, но практически 90% не остались, они убежали. Не то, что убежали, даже перешли на другую сторону потом. Вот. А к чему я это хотел сказать? Ситуация, которая разворачивалась, ты не знаешь, кто, откуда пришедший тебе окажется таким же сильным бойцом, как другие, или тот, кто с тобой рядом, или ты сам окажешься трусом и сбежишь в другую сторону. Но почему посмели? Нам никогда не было возможности куда-то уходить, у нас не было выбора. Нам со своей земли уйти, пока ты что-то не испробовал, не предпринял, было некуда. И чеченцы никогда бы не воевали бы, если бы с ними не воевали бы. Нет в истории такого, чтобы чеченцы куда-то пошли воевать, нападение, чтобы завоевать или что-то еще. Те, кто сейчас истории нам рассказывает, нападения, набеги совершали. Да, совершали. Это те земли, которые у чеченцев отобрали. Отдали казакам, другим, третьим, пашут, разводят скот. И чеченцы ходили, это наша земля, это наше, имеем право. То, что они могли, захватывали, отбирали. И это ничего не имеет общего с тем, что, например, на какую-то другую территорию, или на Дагестан, или на Калмыкию, или на Кабарду, или другую нападали. Нет, не нападали. Защищаться защищались. То, что у нас отобрали, на них туда набеги делали или пытались отобрать, возвращали. Да, это было. Но за свою территорию чеченцы практически за последние 500 лет никаких экспансий никто не совершал, даже и раньше. Вот. Поэтому, если бы Россия не начала бы войну, чеченцы бы не начали никакой войны. Но если к тебе приходит с войной, у тебя уже нет выбора, ты должен что-то доделать. И чеченцы сражались. И насчет того, почему чеченцы идут насмерть. Была такая ситуация в Абхазии, когда чеченские батальоны, ребята воевали. У грузин было такое непонимание, как это можно. Грузины убегают, абхазы убегают, другие убегают, когда безысходная ситуация. А чеченец не убегает. Даже там он стоит, пока не погибнет. Он воюет. И они начали какое-то исследование пытались сделать. И один из них выдвинул такую гипотезу. Наверное, говорит, надо искать причину вот этой стойкости в чеченском фольклоре. В чеченском фольклоре что отличается, говорит, от других? Допустим, как у нас, говорит, грузинский рыцарь идет на какую-то схватку, побеждает там врага, возвращается, садится с друзьями
устраивает пир, его хвалят, и он там получает славу. В чеченском фольклоре, говорит, все наоборот, говорит. В чеченском фольклоре чеченский боец куда-то, отряд идет в нападение, они там попадают в какую-то засаду или их погоня за ними, они сражаются и погибают там, говорят. Они погибают, и о них уже песни или слагают другие, как о героях. И они, когда там идет сражение, они шлют весточку: сообщите нашим в Чечне, что мы вот так, как мужчины, погибли. И вот эта разительная разность, когда настает ситуация смерть или побег, у грузинов, у других народов срабатывает: а как же это я здесь погибну, а без меня будет какой-то банкет, праздник, это же не может быть. И он оттуда уходит, говорит, оставляет позицию. А у чеченцев привычно говорит, что застолье и прославление будет без него, как и у всех других предыдущих. Это определение дали не мы, это определение дали грузинские вот эти фольклористы, историки. Они говорят, вот в этом и кроется, говорит, какая-то разница. Но я думаю, не только в этом, но и в религиозном таком настрое, потому что чеченцы, мусульмане знают, что если он так погибнет против врага, то он попадет в рай. И это для него более приемлемо, более мило, чем бегать еще по горам, как говорил Шамиль. Я тоже хочу стать шахидом, говорит, я устал, говорит, уже 20-30 лет воевать, говорит. Почему бы все желают мне выжить, продлить столько жизнь, говорит. Я столько не рассчитываю долго жить и столько же бегать, воевать. У меня тоже есть право, говорит, устать и отдохнуть. Поэтому вот это восприятие смерти у других людей как конец всего, а у нас только переход из одного в другое, более лучшее качество. Это играет очень большую роль. Данильбек, хочу поблагодарить за проведенный вот этот момент насчет фольклора. Конечно же, абсолютно не имею намерения как-то принизить наших соседей. У грузин своя славная история. Это исследование я тоже читал, грузинских исследователей. Читал много статей из института Маркелова, который тогда усиленно занимался изучением чеченского феномена, как они его тогда прозвали. Действительно, он и был феномен. Вот эти моменты, они все там как бы изучались, да, вот эти моменты. У чеченцев не только герои, но даже святые, эулия, как мы их называем, часто они не остаются в живых для того, чтобы передать какую-то духовную практику своим последователям. Практически все духовные наставники чеченцев также были убиты или пали мученической смертью от врагов. Ты также правильно отметил, что у чеченцев никогда не было агрессивных завоевательных войн. Но были очень глубокие рейды в тыл врага, когда покушались на их территорию. Мы защищались не только на своей территории, это тоже как бы одна из отличительных черт чеченской борьбы, чеченского воинского кодекса, идти в логово врага, как бы это далеко не было, насколько бы это логово не было сильно защищено, пойти, ударить и пасть смертью великомученика, шахида, как у нас говорят. В этом есть величайшая доблесть, за которую герои воспеваются в чеченских фольклорах. Очень много свидетельств времен Кавказской войны, когда где-нибудь в глубине российского тыла, где-то в Астраханской области или в Ставропольском крае, настигали чеченских воинов в количестве 5-6 всадников. Они шли в глубокий рейд с какой-то целью. Бывало, что они возвращались после выполнения боевой задачи, а бывало, что шли к этой цели. Когда их настигали, они давали последний бой и умирали. И даже вот этих народных поэмах, да, Илли, которые называются, которые восхваляют наших вот этих героев, есть одно из такое Илли, Дог Мэйре Чега, это, ну, сейчас как бы известно стало Ричард Храброе сердце. Вот Дог Мэйре, это тоже переводится с чеченского как храбрый сердцем. Вообще должно было быть по грамматике Мэйра Дог, храброе сердце, но вот и как именно нарицательное вот этому персонажу, герою Чега, его звали, ему как именно нарицательное дали, вот поменяв грамматическими местами Дог Мэйра Чега, а не Мэйра Дог Чега. Вот это Чега, храброе сердце,
когда он давал последний бой в поэме, он также дает клич одному, по-моему, если я не ошибаюсь, в этом или в другом, одному из своих, то ли сыну сестры, нет, это другой, или когда он вернулся, когда они уже дали бой, могли уйти, но вернулся один из героев из сына сестры, который не мог оставить раненым, погибшим в бою, и тоже принял смерть. Есть такие вот трагические моменты, которые восхваляются чеченского фольклора. А вот этот Догмай Рачега дает послание своему другу Тайми Бибулату Таймиеву, Нохчимата Тайми Бибулат, что он зовет его на помощь, и когда помощь его не достигает, дает весточку, чтобы в Чечне знали, как геройски погиб он и его товарищи. То есть такое повестка, как бы, я не знаю, как она передается, но это все-таки поэма, это художественная передача вот этих... Передача вести. Да, художественная передача исторических вот каких-то бывших событий. Ну, а в наше время, Данильбек, конечно же, мы видели всяких людей, но я что помню? Я помню чеченские вот эти восклицания. Хей, аши. И понимаешь, да, по-чеченски, чтобы вам... То есть вот такие настрои были среди моих сверстников, среди молодежи. И еще мы помним, да, когда окружили где-то там, дали бой и старались из окружения в Грозном выйти российские вот эти окруженные подразделения, мавалит, уже у нас и на рынках, где в основном торговали пожилые женщины, они шутили насчет того, что когда кричат «Аллаху Акбар» не так уж страшно, но когда кричат «Мавалит», то есть не упускайте из перевода с чеченского на русский, не упускайте, вот тогда... Да, «Мавалит», да. То есть тогда уже держитесь, как бы, это уже очень серьезно. Вот были такие восклицания, выкрики, да, вот воодушевляющие, поднимающие дух, да, наших бойцов. Я помню, приходили старики у нас уже после того, как мы сдали Грозно, и некоторые, которые могли как бы смотреть на символы, русским казалось, что вот возьмут президентский дворец, пойдет символ власти дудаевский, там чеченцы разбегутся, а до этого войдут российские танки в Грозное, ну, как было там, я не знаю, в Праге, в Будапеште, там в основном же акцент на это был. Огромное количество, у русских какая-то мания была после Второй мировой войны, танковые колонны, внушающие страх. Они заводили массово их в города, что они как бы нецелесообразно с точки зрения военной науки. Ну, на мирное население, может, где-то это имело какой-то психологический эффект, воздействие, что народ все-таки успокаивался. Нет, при таком количестве войск у нас с нашим как бы сопротивлением восстания ничего не получится, и расходились. В Чечне такого не было. От вида танков никто не разбежался, от вида бомбежек никто не разбежался. Вот это, в принципе, неправильное мнение, да, что стыдно, когда во время бомбежек ложиться на землю, особенно для девушек. Много девушек погибло. Помните, по-моему, 3 января в городе Шали, когда бомбили по центральному рынку и больнице, много молодых чеченок, девушек погибло от того, что просто стеснялись не то, чтобы лечь на землю, но даже присесть на корточки. Много погибло молодых парней, ребят, которым вот, ну, это воспитание, это культура. Затем, конечно, уже война внесла свои коррективы, и нагонялись, и по земле ползали. Но на тот момент, к моменту, для меня важно как бы передать нашим слушателям, каков был настрой чеченцев в тот момент, что им позволило вот встретить бесстрашно эти колонны, не надеясь на то, что будет победа, готовыми пожертвовать собой. Вот такие люди встречали эту армию, и в итоге Всевышний дал победу над этой армией, вот этому народу, этим людям. И вот старик, после того, как мы вышли с Грозного, я немножко отвлекся, кто-то пал духом, что столица пала, дальше что мы будем делать, в горах есть нечего, холодно и голодно бегать. Но я не помню, чтобы в первую зиму с 94 на 95 год, не будучи даже так нормально тепло одетым, чтобы где-то мне было холодно. Да, ночами, когда спишь, бывало, да, что тебя холодно одевает, но днем, когда ты двигаешься, вообще ни разу никто из нас не заболел гриппом, никому из нас не было холодно. Зима была действительно очень минусовая температура, но нам было жарко, никому не было холодно. Сказать не было страшно, страх – это чувство, которое вложено в людей,
чтобы человек мог как бы дорожить своей жизнью. Но воспитание, культура, воинская культура, которая из чеченцев издревле, она заставляла, этот ях заставлял идти против этих колонн. Самое, чего боялись, насколько я помню, вот мои сверстники, что у них не будет возможности дотянуться до этих колонн, дотянуться до русских солдат и хотя бы убить одного из врагов, прежде чем убить его самого. Вот чего боялись, насколько я помню. Когда вышли из Грозного, мы были в окопах по берегу реки Аргун, города Аргун. К нам с села Курчалой приехал один старик. И он, ну, это был очень глубокий старик. Он рассказывал, что он помнит, я не знаю, я не думаю, что старик может врать, что он помнит рассказ то ли его дяди, то ли его отца во время событий 1919 года, когда Деникинские войска вот атаковали это селение Цацанюрт. И была девушка, он говорит, что вот из рассказа его отца, то ли дяди, сейчас не припомню, был один парень не из бедной семьи, не именитый, и у него была девушка красивая, ну, очень известная своей красотой девушка в селении Курчалой. Он ее полюбил, ухаживал за ней, но она не принимала его ухаживания. И оказывается, уже на клич стекались бойцы со всей Чечни в селении Цацанюрт противостоять Деникину. Это он нам рассказывает после того, как мы вышли с Грозного, это начало марта месяца, в городе Аргун, в окопах по берегу реки Аргун. И вот он пошел к этой девушке на родник. У родника тогда и до поздних времен молодые чеченцы встречали девушек, ухаживали за ними. И девушка ему сказала, этому парню: сегодня настоящие чеченские онахи, или молодцы, или парни, герои, собираются в селении Цацанюрт. Если ты пойдешь туда и вернешься оттуда живым, я выйду за тебя. После этого он сказал своему другу: моя девушка мне как бы ответила так: я иду в Цацанюрт, идешь ли ты со мной? И насколько я помню, то ли его дядя, то ли его отец был другом вот этого парня. И они пошли туда, в Цацанюрт. И там они уже подошли, там были вырыты окопы, был бруствер, вот этот насыпь была перед окопами. И он рассказывает, как этот парень скакивал на этот бруствер и вытанцовывал такие зажигательные элементы чеченской лезгинки. И летели пули, пулеметная очередь, там просто пули пролетали. И ему друг кричал: ты что творишь, как бы слезай, тебя могут убить. А он кричал, говорит: а чего мне бояться? Попадет пуля, меня ждут гурии в раю, Останов живет, меня ждет, называл имя этой девушки, я уже сейчас не помню, но такая-то меня ждет, вот эта девушка. Мне, в общем, терять нечего. Вот эти рассказы, я помню, они воодушевляли молодых парней. Но если у нас такие были предки, а что нам сегодня? Мы что, хуже их? Хотя мы выросли в Советском Союзе, как бы на нас давила вот эта советская идеология. Но вот такие рассказы и такие старики, которые... Он был в очень преклонном возрасте. Он мог... Это март, еще холодно было в Чечне тогда. Я помню, он таком... У нас такие бывали, тулупы, помните, такого бежевого цвета с этим овечьим шерстом, вот воротник, завернутый в рукава. Кеттерш. Кеттерш, да, вот Кеттеру он пришел, не чтобы сидеть у себя дома, к нам прям в окоп дошел под бомбежками, потому что в окопе-то уже более-менее безопасно, а пройти Аргун, который обстреливается под бомбежками, он сам был, его никто не вел, он просто нашел на слух боя, у нас часто там бывали перестрелки на позиции, дошел до нас, мы его отговаривали, сказали: мы тебя сопроводим до окраины города, уходи. Он с нами провел там несколько ночей, насытился как бы общением с нами, сам сказал: шух дог абенд сайкира бюзн, шух вохка веш давются. И вот, что он насытился общением с нами, что он рад, что к закату своей жизни смог еще раз увидеть, что чеченский народ не потерял возможность как бы, или способность рождать героев, подобных вам. Я горжусь вами. В общем, с таким как бы настроением этот старик и нас воодушевил, и сам воодушевленно ушел от нас. Вот что вот мне помнится, да. Конечно, были разные люди, разные настроения, но вот это было очень важно. Ну, если у нас есть вопросы, отвечаем. Если нет, уже 2 часа в эфире.
Я думаю, можно завершать, иншаллах, еще раз. И на эту тему очень у нас близко как бы дата 31 декабря. И мы можем еще раз встретиться и более обширно поговорить, потому что бои в Грозном, как бы разбитая Майкопская бригада, это более широкая тема для обсуждения. Оставим на 31 тоже. Да. Вот так вот. 31 это был переломный момент в этом мире, если правильно оценить. Это 31 бои за Грозный и полностью этот месяц-полтора бои за Грозный. Это был переломный момент в мировой военном подходе к войне, особенно городским боям. И что могут мобильные малые отряды против огромной армии. Это просто нужно... Конечно, это не верится, даже в то время, когда ты какое-то время выходил из Грозного куда-то, и кому-то спрашивали, что там происходит, и ты, прежде чем сказать, думал, да я сейчас расскажу, не поверят, даже в текущий момент. Наши бойцы, валлахи, чеченские парни, они показали просто максимальный верх мужества, максимальный верх того, как нужно воевать в контактном бою. И это надо отмечать, что до этого, до чеченской войны, до грозненских боев, мы тут упоминали про Афганистан, другой отряд, даже арабы, которые там были, они говорили, в Афганистане мы близко не видели такого боя, такого контактного боя, как чеченцы ведут, никогда у них, говорит, не было. И вот чеченцы вели контактный бой в расстоянии 50-60 метров. Это был действительно бой, который русские не выдерживали, которые менялись каждые 2-3 часа или максимум, и сутки там были, могли отходить, сменяться. А наши подразделения несколько суток не могли смениться. Так что на 31 у нас есть много чего рассказать. Да, действительно, контактный бой – это то, чего мы жаждали, потому что не было вооружения, которое позволяло нам бить врага на дистанции, и на самом деле контакт для нас был манна небесная. Российские солдаты тогда действительно вот контактных боев с чеченскими народными бойцами, они их не выдерживали. И когда подбивали технику, они обычно прятались, как бы шли вперед за техникой, или же у них очень сильно падал дух, и действительно, я помню, вот мы сменяли одну группу в Грозном, которая там держалась более 10 дней, они были страшно измотаны, но никто из них оттуда не ушел. 10 дней постоянных, близкоконтактных уличных боев в городе, кто был, он поймет, насколько это изнурительно. Булат, я хотел бы процитировать слова одного чеченца. Мы тут говорили про я и религию, что давало нам силы воевать. Тут я еще хотел упомянуть эффект, который давал отдельные личности, большие личности, сопротивление. И тут чеченец говорит, я сейчас процитирую слова, это про Шамиля Басаева. Я восхищался им, когда видел его и чувствовал себя увереннее каждый раз, когда слышал его голос. Или знал, что он где-то рядом. Клянусь Аллахом, просто знание того, что он в той же деревне или районе, согревало сердце. Если тебе говорили, что Шамиль сражается в том же бою, ты становился смелее, ты буквально ощущал тепло и энергию, которую он излучал. Все. Ушурма, да, это, конечно же, были у нас и именитые, как Шамиль, как Хамзат Гилаев, как Умал Дашаев, как многие-многие другие, братья Бакуевы, много их можно назвать. Но даже были отдельные бойцы, которые не командовали отрядами, но были, как говорится, душой отряда, да, очень смелые, и с юмором, обычно парни с юмором, с харизмой. Действительно, их появление на тех или иных участках всегда такое приводило как бы оживление всех остальных. Это, по-моему, свойственно для войны всегда и везде. У нас были такие тоже личности. И вот раз ты упомянул о Шамиле, сегодня то, что фильм упоминал сегодня «Кавказ», фильм, выпущенный
«Новая Европа», но это, как я понял, редакция российской «Новой газеты», так называемые русские либералы, которые, я не знаю, кто был вот, главный герой этого фильма, он старался, ну, очернить, опорочить Шамиля Басаева, говоря, что он защищал российские интересы на Кавказе, когда воевал в Абхазии или в Карабахе. Ну, вот, говоря некоторые правильные вещи, все равно они сегодня не оставляют попытки переврать, очернить, или я не знаю. То есть до сих пор для них чеченцы очень ненавистны, потому что чеченцы, именно вот этот страх, который они внушают народам веками, тогда им казалось, что вот народ, который был на грани исчезновения в Казахстане, который никогда более не воспрянет духом, он показал им, на что они способны в 90-е годы. И сегодня это окажется многим. Да? На нас же насадили как бы в наказание за унизительную проигрыш в Первой войне, насадили марионетку Кадырова и попрекают им же, и говорят, что никогда уже чеченцы не пойдут против России, они такие прям пехотинцы и борцы за Россию. Но то же самое говорил и Ермолов, когда ему удалось купить за гроши, да, или за серебряные какие-то рубли, купить вот этих чеченских некоторых коллаборационистов. Он говорил, что никогда более чеченский народ, который всегда возмущал Кавказ и был возмутителем спокойствия на Кавказе, никогда более он не будет другим. Буквально через 14 лет, а это выросло всего лишь одно поколение после того, как Кавказ не знал Ермолов, с каким масштабом войны, с каким то есть насколько эта война стала более обширной во время имама Шамиля, вот после 14 лет после Ермолова, это показало всю тщетность их надежд. Также эту честную надежду на то, что чеченский дух сломлен, показала революция 17 года, когда ратующие за единую неделимую Россию деникинские войска были просто перемолоты в Чечне. То же самое чеченцы показали после выселения, когда уже казалось все окончательно, чеченский дух надломлен. В Кавказских степях перед голодной смертью они потеряли всякое чувство достоинства, личного достоинства, что это уже униженный народ. 90-е годы, две российско-чеченские войны показали, насколько тщетны были их надежды, и что убить дух, дух же передается как бы не напрямую, он может передаваться просто как идея от одних рассказов об истории взаимоотношений поколений, которое даже на себе не ощутило это. Поэтому все это тщетно и сегодня то, что они себе надумали, да, и стараются внушить всем, прежде всего самим чеченцам. Ближайшее будущее, иншаллах, покажет еще, кем являются чеченцы для России. Пехотинцами или погребальщиками, да? Да, точно, да. Кстати, перед началом Первой войны у них было такое по центральным телевидению, все время они транслировали. Да, ну чеченская молодежь теперь уже не та, что в 19 веке. У них сейчас высокие стандарты, они привыкли к комфорту, они не будут так воевать, сражаться, то да все. Внушали и себе, и другим. Но чеченцы показали, что они против такой трех армий с трех направлений вели фронтальную позиционную войну. Они фронтом отступали. Не так, что они сразу прибежали, они начали там бегать, партизанить. Нет. Целых 2-3 месяца, даже больше до весны, когда чеченцы отходили, они отходили, держа линию фронта. Везде держа линию фронта, отходили, нанося наступающим русским большие потери. В городе их они, конечно, имели больше возможность, на равнинах меньше возможность, но даже на равнинах, в окопах, против танков, против всех этих, они держали позиции обороны, держали, как сейчас рассказывал, окопы. Это даже сейчас большие армии не могут друг против друга, если чуть это происходит, держать. Но чеченские бойцы держали эту оборону, именно фронтальную. Данильбек, первую войну вся территория не была оккупирована, там оставалось где-то 10-15% горной, практически незаселенной территории, не оккупированы, там были
до выселения там были чеченское селение хутора, но нам после выселения, после возвращения ссылки не разрешали как бы возобновить вот эти горные аулы. Ну, хутора 3, 4, 5 домиков там оставались, где-то с десяток хуторов. Вот эта территория, которую нам удалось вообще удержать на протяжении всей Первой войны. А оставшаяся территория была оккупирована в ходе 6 месяцев боев российской армии. То есть я помню, как они поэтапно брали, и тогда я был тогда молодым бойцом, но я начал как бы командовал взводом, разведротой, в итоге уже к маю месяцу командовал батальоном. Я помню, что у меня было, из-за того, что я был выпускник высшего учебного заведения, у нас была и кафедра, и военная кафедра была, и нас вообще заставляли как-то обучать основы медицины. Мы все смеялись, и историки, и, там, и экономисты, и филологи, зачем нам медицина. Оказалось, очень нужная вещь во время войны. Оказать первую помощь, какие виды ран бывают, какую помощь нужно оказать. Все это было в пользу. И я удивлялся с людей, которые не имели вообще военного образования, но понимали, что фронт, когда есть изгиб фронта, что фронт нужно выравнивать. Несколько раз я слышал от абсолютно, даже не закончивших 10 классов каких-то командиров подразделений в 30-20 человек, что если где-то есть какой-то искос, они старались выпрямить фронт. То есть интуитивно они понимали, какие комбинации вот этого фронта и состояние фронта несут угрозу для того, чтобы удерживать позиции. И действовали по наитию, интуитивно. И это именно помогало вот этим бойцам. Ну, конечно же, у нас был замечательный начальник штаба, замечательный военный, который прекрасно понимал в мировой как бы военной науке и хорошо знал историю самих чеченцев, историю их борьбы и методы ведения партизанской борьбы, которыми пользовались чеченцы веками. Это Аслан Асадов в Первую войну. То есть его умелое общее командование и инициативное, ведущееся по наитию, интуитивно действия на местах рядовых, как бы, ну, сержантского, так скажем, да, состава чеченской армии, они давали тот успех. И 6 месяцев завоевывать территорию 16 тысяч квадратных километров, ну, это просто позор для российской армии. И после этого партизанская война. Партизанская война, и через полгода опять были отвоеваны горные территории, когда чеченцы немножко перевели дух. Уже мы помним отвоеванное Ведено, Веденский район, Нажиртовский район, Курчелоевский район, части селений Гудермесского района. Все это вернулось под контроль чеченцев буквально к осени 1995 года. То есть к концу мая, к началу июля вся территория была завоевана за оставшимся вот этими 15% горной территории на границе с Грузией. Но уже к осени того же года многие части горных территорий были уже возвращены под контроль чеченской армии. Вот что важно. Да, я имею в виду, действительно, когда отходили, тоже выравнивали линию фронта и таким сплошным фронтом отходили. Не так, как сейчас пытаются представить. Рассеяли, там, разбомбили, разогнали. Русские, где у них были свои линии, они, например, ту территорию, где еще не было наших позиций, они даже туда просачиваться опасались, потому что в любом месте мог появиться чеченский отряд. И даже не это вдали, в сторону русских от своих позиций. Если они там останавливались, где-то окапывались, они оттуда не двигались, потому что, опять же, у них таких, как сейчас показывают, бравурных солдат или героев не было, чтобы они могли ходить там спокойно за позицией куда-то. Они ходили в село или в город или поселок, когда наши позиции были за несколько километров, 5, 6, 10 километров в стороне. Только тогда они заходили. Как они говорили, в Алханюрте, когда бараевские там подразделения были, наши коллаборационисты из наших чеченцев типа говорили, вот там Алханюрт, почему вы не берете, почему не заходите? Говорят, вот зайдем, там же боевики, они говорили. Если они могли наступать только когда огромный фронт их поднимали,
артиллерия, авиация, подготовка, и когда их десятками тысяч гнали, вот тогда они шли. И эти десятки тысяч останавливались, с ними сражались, воевали наши подразделения, которые на каждом участке были, ну, максимум 20 человек, даже столько не бывало, группы, которые сопротивлялись, растягивались по окопам или по позициям. Рядом с одним был, например, в метрах 20, если самый близкий, второй боец. Один он здесь сидит. И вот так и их, наверное, из-за этого тоже их такие массированные обстрелы очень много уходило впустую, потому что такой плотности противника для них не было, чтобы мог массово поражать. Да, Вот. ребят, И опять же, этот момент, когда человек, боец, который стоит на позиции, и он не трусит от того, что он один там, или их всего лишь два, и они ведут огонь, они могут свои менять позиции, места, и они продолжают вести огонь. Это фактически решало очень много, потому что неважно, 100 человек там идет или 150 человек идет, когда впереди идущих 5, 10, 20 человек положили, задние останавливаются, тормозят, они не лезут туда. И им, опять же, их нужно подгонять, чтобы они шли вперед. И опять передних укладывали. Просто чеченцы не задавались вопросом, сколько же их, считать их. Нет. Вот появился враг, убил. Появился враг, убил, пока ты жив. И это давало очень сильный результат, потому что они откатывались назад. И то, что там рассказывают безусые мальчики, парнишки туда, это наши были безусые мальчики и парнишки, которые, придя туда на позиции, им объясняли, вот это затвор, это предохранитель, вот сюда оставляешь, вот на такое расстояние бежишь, вот туда стреляешь, сюда смотришь. И у 90% бойцов была практика владения оружием или освоения вот первые недели-две, которые они пришли на боевые позиции. Все остальное только было наработано. У русских было все. Даже мальчики, которые, если им только 18, 19, 18 лет там и не было, 19-20 лет такие же, но у тебя броня, у тебя сколько угодно боеприпасов, у тебя еще сколько угодно с тобой старослужащих, наемников, все что угодно есть. И огня сколько тебе понадобится. Но когда ты уже вышел на контактный бой, здесь уже фактически играет душок. И насколько человек мотивирован. Мы на своей земле были, мы в своем городе были, наши бойцы были мотивированы. И они знали, что... И им было, действительно, как говорится, западло было бояться русских, которые они десятилетиями в армии их стирали чеченцам портянки, носки, чистили сапоги. Вот такое же это отношение были, такие они и были. Поэтому фактически русские в этих позициях не взяли ни одну позицию, кроме как чеченцы оставили из-за неимения боеприпасов. Или из-за того, что нам там, где не было нашей позиции, они новые позиции открывали, обходили, вот как ты говорил, фронт нужно было выравнивать, потому что у них было численное превосходство, десятки тысяч. У нас было просто за всю войну, можно сказать, Первую Чеченскую войну, погибших ранено было около 4 тысяч, 5, 6, 7 тысяч всего бойцов было. И не одновременно, а с ротацией. Сначала одни, потом другие, потом третьи. Одновременно выставить Грозным, например, 1000 человек у нас не было возможности. На позициях 1000 человек у нас никогда не было. Когда против нас шли десятки тысяч, они живой силы и бронетехники, в которых не было, как говорится, применить, например, автомат, не было места, только одна бронетехника шла. Вот такая ситуация была. Так что это не такая война, которую сейчас пытается представить массы чеченцев и бедные русские мальчики. Это было наоборот. На одного чеченца было 150 русских с полным вооружением, совсем все, что есть. Ребят, ты помнишь пропагандистские фильмы российского, как и кинопрома на протяжении вот этих всех нулевых, 2010-х, как там Волчьи ворота, какой-то отряд русских попал в какую-то засаду, и там, как в фильме про как бы Вторую мировую войну, в полный рост открытые там идут на огонь чеченские полчища там отрядов каких-то. Смешно, вот до чего могут как перевернуть ситуацию с ног на голову вот эти российские пропагандисты. У нас, вот я командовал батальоном после ранений Умалта Дашаева с вашего села.
Я до него, как бы, до этого командовал. Не, Умал Ташаев, ты перепутал, не с нашего села был. С нашего села был Адам. Умал Ташаев, Шатуевское направление был. Да, Умалатов Да. Адам. Умалатов Адам. Да, Умалатов, Адам, другой. Я Да. просто сейчас оговорился, да. Умалатов Адам. Чтоб нас не обвинили. Да. Ну, правильно, что поправил. Адама Умалатова ранили, и я из вашего села, там, один парень, не буду сейчас его называть имя, мы его вытащили, минометным огнем его, как бы, ногу ему раздробило, вытащили, и, в общем, так как до этого я командовал разведротой от Сиженюрта до селения Чирюрт, с правого фланга у нас стояли Басаевские, а с левого фланга Гилаевские. Вот у нас центральный фронт. Ты сейчас приблизительно помнишь, сколько там километров пространства от Сиженюрта до Чирюрта? Ну, я думаю, километров 30, если не больше, ну, не меньше 30 километров участок. На весь этот участок у нас было 178 где-то, ну, если округлить, где-то 180 бойцов. А в тот период, когда еще не было вот этой дроновой войны, когда сегодня просто стоят дозоры, чтобы смотреть продвижение войск, тогда на определенный участок фронта требовалось определенное количество бойцов. У нас просто не было. Вот эти 180 бойцов на 30-километровый участок держали, и когда они 5 раз штурмовали на наши позиции, когда мне не удалось, я помню, как они сняли подразделения соседних с Бамута, я помню, да, перебрасывали, потому что у нас радиосвязь была, да, с нашими. С других участков сняли вот с Гудермесского района, и я помню, как где-то неделю подходили эти на усиление. Мы уже знали, что предстоит атака на нашем участке. Где-то неделю мы были на возвышенности, в низине мы видели, как от передвижения российских колонн, это больше были именно Уралы с живой силой, за ними шли другие Уралы с боеприпасами, затем в последнюю очередь туда же подтягивались гаубицы и снаряды к гаубицам. Затем уже налетели вот эти вертолеты, и пошел штурм. Но перевес там был и так, еще до укрепления там был перевес на 100 наши, 180 человек где-то, я не знаю, там, ну, 2-3 бригады. Увеличили его 5-6 раз для того, чтобы просто взять прямым штурмом нашу, как бы, вот эту нашу позицию. И все равно им это не удалось. На пике удара, тогда я помню, вот у них первый штурм шел, было 5 человек, которые погибли, все 5. Это один из шалей Юсуп, его, ну, те, кто тогда в 95 году в мае был, знают Юсуп. Другой этот Рамзан с Алхан-Юрта и 3 других парней, я сейчас имена их не припомню. Затем уже, когда отбили этот штурм, у нас уже не хватало людей, много было раненых, эти 5 погибли. И мы обратились в учебный лагерь, куда подходили наши вот эти добровольцы. Они проходили где-то недельное обучение. Вот как ты говорил, прямо их учили, вот целик, вот мушка, вот так стрелять. Вот. Просто элементарные вещи они осваивали на ходу, не хватало боеприпасов. Я пошел в селение Элистанджи, вот в этот лагерь, чтобы попросить дополнительно бойцов, потому что мне неким было закрыть просто дыры, которых было огромное количество. Но один участок полностью был оголен, потому что там ранили командира и их самых отважных бойцов. И, ну, были такие тоже моменты. Очень сильно упал моральный дух, и весь отряд, где-то 18 человек, они покинули этот участок. Он был пустой, и туда уже проходили российские разведгруппы. Они один-два раза прошли мимо нас, мы их заметили, атаковали, они отошли. Но они знали, что этот участок оголенный. И мы ожидали удар в этом направлении. Вот буквально я вечером поехал в Серженюрт, оттуда сумел как бы добиться, что выделили вот этот отряд, такой сборная солянка. Это 3 нагайца с Шелковского района, которые позже стали известны, они были в Ахмадовском подразделении. Тагир Али, в честь Али было названо село уже в Шелковском районе, потому что он там погиб в этом бою. И третьего их брата я не помню. Там был чеченец Нурдин, родом из Урсмартана, но он жил в Казахстане. Они после того, как нас вернули в Чечню, их не возвращали. Он как раз вернулся, когда увидел, что началась война. Он специально приехал на родину, на историческую родину, чтобы воевать. Там был принявший ислам русский, Сираждин, кажется, его звали. То есть это какая-то сборная солянка была из
людей, которые друг друга даже не знали буквально 7 дней назад. И когда я помню, я вел туда, на этот участок, они все время спрашивали, мы еще не обстреляны, у нас нет опыта, смотри, не ставь нас на первую передовую линию, ставь нас на вторую, как бы запасную. Но им казалось, что у нас есть и запасная линия, и передовая, а нам просто неким было закрыть дыры. И вот мы туда сегодня вечером Мергишхана вот так поставили, да, предвечернее время. Я успел им только как бы показать какие-то участки, где у нас заминирован русло реки Бас, что у нас вот там стоит, за хребтом за нами стоит дозор, что соседние отряды так и так. Указал, ушел. И утром именно на их участок из-за тех разведдонесений, которые были, вот проходили какие-то отряды русских, до этого именно к ним ударили. А перед этим как бы шла артиллерийская подготовка, и подойти к ним было, в принципе, очень сложно было, да, под артиллерийским огнем к ним подойти. Очень плотно шел огонь. У нас весь лес, там это был такой, позиции были в лесном участке, весь лес был повален. Трудно было идти не только потому, что огонь был плотный, но и потому, что все было завалено и скучено вот этими бревнами, обрубленными деревьями, что через них просто приходилось пролезать как через какие-то, я не знаю, завалы, лабиринты, какие-то кучи. Очень трудно было к ним продвинуться, когда мы поняли, что туда идет атака. И когда подошли мы к ним, они очень сильно обрадовались, что подошла подмога. И вот это воскликнул их командир: слушай, Джамбулат, если у вас запасная линия такая горячая, то как будет у вас на передовой линии? Они не понимали, что они оказались на острие российского удара. В общем, вот такие были моменты. И абсолютно никакие там не мальчики. Старше меня, вот среди этих 180 человек, старше меня 2-3 человека было. Мне тогда было 22 года, все остальные были младше меня. В общем, вот такая ситуация к тому, что ты сказал, Данилбек. Ну, наверное, наши слушатели устали, может, мы тогда Да, завершим сегодня. Конечно, уже пора завершать. И даже если есть вопросы, я думаю, уже 2,5 часа у нас идет эфир. Оставим на следующий раз. Всем, кто слушал, спасибо. Всем, кто задавал вопросы. Всем, кто хейтил, тоже спасибо. Модераторам по обычаю своему опять, как всегда, говорю спасибо. И, в общем, до следующей встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Тут есть один вопрос, подожди-ка. Сколько погибло федералов в первый месяц войны? Первый месяц войны, по нашим подсчетам, погибло около 30-40 тысяч русских. В одном штурме Грозного за одну ночь погибло 13 тысяч. Майкопская дивизия, другие третьи. От трупов не было прохода в Грозном. Не, хотелось бы добавить, не знаю, точно ли сказал, но говорили старшие, я помню, как говорят, что Джахар сказал, типа Ельцин сказал, что все, кто погибли в эту ночь в Грозном, погибли с улыбкой на лице. И типа Джахар ответил, этих улыбок было 13 тысяч. Да, он сказал, ничего себе 13 тысяч улыбок. Ну, он умел так. То есть он был очень... Часто из его уст можно было услышать афоризмы. Наш генерал-президент был с юмором. Данильбек, в общем, все тогда, да? Других вопросов нет, завершаем. Шаналла Рейсхол Данилбек Джамбулата. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ты за عندك يا استاذ. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندك وين ما شعور